вітаем. Беларуская служба радио «Свобода». Мы в живым эфире находимся в самом центре Менску на площади Свободы. Тут уже идет такое спаборництво у гучности колонок, у кого самый цікавейший плейлист. А зараз вам расскажем, чему мы менавіта тут. Некалькі дзён тому популярны у Телеграме и на YouTube блогер Нехта, это Степан Путила, ягонае сапраўднае прозвище, закликал своих прихильников прийти сёння о 18 гадзіне на плошчу Свободы и долучиться до официального пикета кандидата у депутаты. Ён тады не казал, кто будет гэтым кандидатом. Но вот коли мы так само сами пришли на площадь, побачили, что это пикет кандидата Алены Толстой. Мы размаўлялі, Радыё Свабода размаўляла со Степаном, з Нехтам напярэдадні гэтай акцыі. Ён абяцаў, што будзе абавязкова ўдзельнічаць. Пакуль што ён удзельнічае менавіта такім чынам. Тут ёсць дзве, прынамсі я бачыла, дзве такія раставыя фігуры. Вось так выглядае гэты папулярны малады блогер. Людзі вельмі ахвотна з ім фотаграфуюцца. Таксама было цікава, што калі удзельнікі гэтага пікета альбо тыя, хто захацелі далучыцца да закліку Нехты, хацелі прайсці на плошчу, вау! Тут вельмі шмат супрацоўнікаў у цывільным міліцыі не відаць, але людзей, якія вот у такім чорным адзенні звыкла здымаюць на камеру, аточаная ўся плошча гэтымі людзьмі. Яны таксама правяралі, што людзі спрабуюць занесці вот на гэтую прастору, але не гэта самае цікавае. Самае цікавае пакуль што тое, што тут адбываецца не толькі пікет кандыдата Алены Толстой, якую падтрымлівае арганізацыя «Еўрапейская Беларусь». Тут вельмі шмат яшчэ пікетаў іншых кандыдатаў. Гэта кандыдат ад БРСМ Сергей Клішевіч. Вось ягоны пікет тут. Мы на наших вачах просто адбылося такая забаўная штука. Спачатку все пікеты, ну давайте так прямо скажем, ёсць кандыдаты, якія выступаюць на баку ўлады, ёсць кандыдаты, якія выступаюць не на баку ўлады. Вот спачатку все кандыдаты, якія на баку ўлады, яны групаваліся па самым цэнтры плошчы. Мы зараз туды пройдзем, таксама пакажам гэтых кандыдатаў. Там досыць шмат усіх, якія балатуюцца па гэтай акрузе. І як толькі актывізавалася частка пікета, у якой, напэўна, вось хаця б віртуальна будзе ўдзельнічаць Нехта, адразу перасунулся, прынамсі кандыдат Клішевіч адразу перасунуў свой намёт пабліжэй да пікета Алены Толстой. Напружанне падтрымліваецца тым, што тут вельмі гучная музыка. Цяпер вот яны паўціхлі, а вот БРСМ таксама падключыўся са сваёй музыкай. Да таго у іх гучаў Ціма Беларускіх, вот незабудка, хто любіць гэты хіт. У БРСМ ён ёсць, а вот тут я нават не ведаю, мне цяжка зразумець, што гэта за песня, гучыць вельмі пераканаўча гучна. Як будзе далей гэтае музычнае спаборніцтва развівацца, мы усе пабачым. А вот пікеты іншых кандыдатаў выглядаюць як нармальныя дажынкі. Вот ёсць кандыдатка Тацяна Сайганова. Мы пасля пастараемся падысці да кожнага пікета, пагаварыць з кандыдатамі. Пакуль што пакажам вам, што адбываецца на плошчы, што прыблізна мы можам чакаць, калі людзі падыдуць на пікет, на які заклікаў прыйсці Нехта. Значит, ёсць кандыдат Тацяна Сайганова, яе падтрымлівае партыя «Белая Русь». Ёсць таксама пікет кандыдата Ігора Кірыленкова. Вельмі цяжка зразумець, чым займаецца Ігор Васильевич, таму што біяграфія ягоная пакуль не настолькі відавочна. Ёсць таксама пікет кандыдата Святланы Любецкай. Ведаю, што яна, здаецца, суддзя. Прынамсі, тут я напісана, што яна прафесійны юрыст. Цікава, што ва ўсіх гэтых пікетаў вельмі шмат маладых людзей удзельнічае. Частка з іх, найбольш яны ў такой нават фірмовым адзенні, гэта БРСМ. Што яшчэ прыкметна ў гэтай акцыі? Шмат людзей вядзе стрымы. Вот яшчэ адзін кандыдат. Зараз паглядзім, хто гэта. Гэта Малатовнік Віктор Уладзімірович.
дырэктар Менскага каледжа прадпрымальніцтва. Ну, таксама маладыя людзі яго падтрымліваюць. Пасля даведаемся, гэта студэнты, не студэнты. Хто гэта? Вось у такой кампаніі. Яшчэ ёсць Аксана Вячаславаўна Гайдук. Таксама не адразу зразумела, чым Аксана Вячеславовна займаецца, але вот верагодна, што вот у гэтым вяночку з валошкамі гэта яна ёсць. Вельмі падобная, прынамсі, да фотаздымку на сваім перадвыбарчым плакаце. Ну вот паглядзіце, у такім тэатральным асяродку будзе адбывацца мітынг, на які заклікаў папулярны блогер Нехта. Ведаем таксама, што ён далучыўся да ініцыятывы іншых блогераў, ці іншыя блогеры далучыліся да яго. Але бачылі у сацыяльных сетках, што вельмі шмат... мы бачым, што пікет Алены Толстой пераходзіць. Ну, сумна не будзе, гэта мы вам абяцаем. Прабачце. Яшчэ чарговае перасяленне. Як доўга гэта будзе доўжыцца, незразумела, але давайте раскажу вам пра Нехту. Ягоны заклік падтрымалі іншыя блогеры. Ведаем, што блогеры «Народны рэпарцёр» — гэта берасцейскія блогеры Сергей Пятрухін, Александр Кабанов, калі я не памыляюся, бо звычайна ведаеш нік блогераў, пад якімі яны вядомыя ў інтэрнэце, а сапраўдныя імёны і прозвішчы робяцца вядомымі тады, калі людзі трапляюць у суд за тое, што яны ў інтэрнэце кажуць. Ну, здаецца, не памыляюся. Яны таксама мелі намер далучыцца да гэтага пікета, да гэтага мітынга. Сёння была інфармацыя пра тое, што ў Оршы ўжо затрыманы быў блогер, які ў інтэрнэце вядомы як Шэры Кот. Памятаю, што зваць яго Зміцер, але от прозвішча сапраўды не памятаю. Казалі таксама, што ён так і не паспее. Яго адпусцілі, але ён не паспее прыехаць сюды на гэтую сустрэчу. І таксама было вядома, што ён быў зарэгістраваным кандыдатам у дэпутаты, і ў выніку парушэнняў, якія нібыта знайшла ў яго выбарчая камісія, яго пазбавілі гэтага кандыдацтва. Мне ўжо тут таксама сказалі, што Алену Толстую, ёй таксама як кандыдацыю вынеслі папярэджанне, і вынеслі ёй папярэджанне вот за гэты слоган, які цяпер ёсць у яе на выбарчым плакаце. А мяне тут папраўляе рэдактар, што у блогера Шэры Кот зваць па-сапраўднаму Зміцер Казлоў. Мы таксама бачылі, што тут ёсць блогер «Краіна для жыцця», гэта Сергей Ціхановскі. І недавно зусім бачылі яго тут на гэтым самым месцы месяц таму на пікеце, на сустрэчы з Мікалаем Статкевічам і іншымі кандыдатамі. Тут таксама былі афіцыйныя пікеты. Ну вот праз некалькі хвілінаў тут перайшлі ў іншае месца, яно больш зацішнае, вельмі цяжка будзе сюды падабрацца, каб перашкодзіць гэтаму, але і людзей тут відавочна стала больш, хаця бліжэй ужо да самога моманту, да самога часу, калі блогер Степан Нехта, вось он просто перед вами, заклікаў прыйсці на плошчу Свабоды і падумаць разам пра тое, як будзе далей жыць краіна. Шмат у каго былі пытанні, ну вот што менавіта будуць абмяркоўвацца, будзе абмяркоўвацца. Сцяпан гэтага не ўдакладняў, але сказаў, што будзе банк ідэяў, у які кожны можа далучыць сваю ідэю, сваю праблему. Пабачым, як гэта ўсё будзе арганізавана. Ну, пакуль што гэта вельмі маладыя людзі, гэта, напэўна, і ёсць аўдыторыя Нехты. Трохі раскажу пра яго, пакуль ёсць час. Сцяпану 21 год. Пры гэтым ён ужо 4 ці, можа быць, нават 5 гадоў прысутнічае ў інтэрнэце, прысутнічае вельмі актыўна. Адзін з самых першых ягоных ролікаў он пачынаў на Ютубе. Адзін з самых першых ягоных ролікаў. Пачынаецца мітынг. Пробачьте, что без аппаратуры, але я думаю, вы все меня почуете. Я Вячеслав Сившик, я являюсь одним из доверенной особой Алены Толстой, это кандидат по одной Менской округе. Вы
ведаете, что у нас зараз в краине нестабильная ситуация. Тут уже супраць Лукашенко начинают работать. Тому она отрымала уже завагу за то, что от окружной комиссии, за то, что был вынесен лозунг «Союз с Россией – это война». Вот этот лозунг с 96 года выносили, никого это особливо не чіпало, а зараз вот они чего-то чомусь стали метуситься в інший бок. Я кажу про тих людей, які так важливо мене записують, быццам бачать перший раз. Шановні сябры, мы все с вами живем в Беларуси. Мы цудовно разумеем, что отбывается в нашей краине. Нема сенсу казать ни про нашу сегодняшнюю владу, якая абсолютно отдельно от людей, не про то, что они называют выборами. Але нават в этой ситуации есть певные магчимости. Я вельми хотел бы, как зараз, несколько слов сказала сама кандидат в депутаты Алена Владимировна Толстая. Вот в межах ее компании и проводится это мероприятие. Калі ласка, Алена. Шановне господарство, дякую кожному з вас, хто сьогодні не побоявся прийти на цю площадь. Моя передвиборча кампанія і проходить під лозунгом «Союз з Росією, війна і галежа». Усі мероприємства, які проходять у межах виборчої кампанії, нацелені на те, щоб у нас не відбулося поглинання Білорусі Російської Федерації. Я прошу вас задавати, коли у вас є питання. І вельми прошу Дмитра Захаревича прочитать там верши. Это ведомый наш белорусский поэт, бард. Справа в тым, што беларусаў заўсёды так ратавала паэзія на самыя страшныя чорныя часы. Так няхай гучыць в сталіцы Беларусі беларускае слово. Калі ласка, Зміцін. Дякую. Компания Алены Толстой проходит под лозунгом «Союз с Россией – это война и это галеши». І зусім хутка у Вільні адбудзецца перапахаванне чалавека, які ўжо больш за 1,5 стагоддзя таму у сваім апошнім лісце пакінуў запавет беларускаму народу. І памятай, народзе, толькі тады зажывеш ты шчасліва, калі ўжо маскаля над табой не будзе. Як мы бачым, лозунг нашага вялікага революционера боги войны 2 миллиона прыяют смелые, а кроў на сінезе, як цана. Далоў падзел чырвоны, белы, каля і шына у нас одна. На змрок паходня, крыж на д'ябла, каб збыць ярмо чужынцаў з плеч. Суполь на ўшыхт, коса и шабля, ахвярно стали под севенец. Дуга у столицы православной. Беда. И поняверка увижу, поглощ Литвы мужицкой правдой, хучить увод гульни боев. Гульня со смертью. Зод, телишка. Зміцер Казакевич читае верш. Давайте паглядзім, што яшчэ тут адбываецца. Бачым, што перанеслі колонки. І тут утварылася нейкая іншая кропка гэтага пікетавання. Але пакуль насамрэч нічога не адбываецца. Там засталіся людзі выступаць, а тут просто
стаяць і як бы чакаюць, што будзе далей, таму што пакуль официальные телеканалы. Но происходит в стране вид, как будто нас нет вообще. Проблем, которые мы озвучиваем, нет. И получается, как в сказке, помните, голый король. Все понимают, что... И все делают вид, что ничего не происходит. Нету обратной связи никакой у людей с государством. Получается, миллионы людей, молодых, они все с телефоном ходят, они все сидят в Ютубе, не в БТ, поверьте. Все события, которые освещаются, есть ребята гомельские, очень активных блогеров у нас много. Они поднимают вопросы, вот сейчас вопрос, доедут они сюда или нет. Потому что начали, вот есть блогер Серый Кот, был кандидатом в депутаты, его сняли, там у него какие-то... Не знаю, что с ним произошло, пока стрим идет. Степан Нехта. Ну что, молодой парень, 20 лет, ему жить да жить, ему казалось бы, вот мне жалко, честно, вот таких блогеров, как Степан, Марат, в каком плане? Им приходится отсматривать какой-то вот этот бородатый материал старый, отслеживать БТ, чтобы доносить информацию. Сразу скажу, что я считаю, что молодые люди должны не заниматься вот этим копанием. Мы должны не бодаться друг с другом. Мы должны думать вообще, а что нам делать в ситуации в стране. И заметьте, очень символично то, что происходит сегодня. Получается, кандидаты в депутаты не сильно общаются с людьми. Депутаты вообще, если я спрошу, сколько вы депутатов знаете, кроме Конопатской вы никого не знаете. Это представители народа, которых никто не знает. И самое главное, самое интересное, я фонарик смотрю, я не знаю для чего, извините. Самое главное, самое интересное, что сколько можно критиковать? Вот поток этой раз, два, три, 4, 5, 10 фактов. Тишина. Спрашивайте. Скажите, будь ласка, а навошта ось тут собралися сьогодні люди? З якою метою? Яка мета? Смотрите, значит, у нас получается наша оппозиция. Она выглядит, по сути дела, как подводная лодка дальнего плавания. Она всплывает в момент выборов. Вот эта вот движуха происходит, а потом уходит и выныривает в момент следующих выборов. Но есть объяснение. Потому что в другой момент, получается, невозможно проводить пикеты. Если ты попросишь провести какой-то пикет, тебе скажут, ну, либо где-то на задворках, либо еще где. Сразу скажу, я очень критично все время относился ко всем вот этим блогерам, которые там критикуют, к самому Степану, проплаченный, польский там, Лебедько, ко всем я плохо относился, потому что информация всегда была с одних источников. Показали, что по БТ. Как только ты начинаешь вариться, ты видишь вторую сторону. И ты уже які проблеми ви бачите? Які будуть проблеми сьогодні вирішати? Самая главная проблема, можно я символично очень расскажу, чтобы вы понимали, какая проблема? Так хочеться конкретно. Конкретно? Смотрите, нету обратной связи. Ты говоришь о проблеме. Последнее. Комитет государственного контроля. Анфимов Леонид, руководитель, пишет на онлайнере, нашем популярном сайте: хотелось бы организовать народный контроль за деятельностью предприятий, там, каких-то чего. Конкретно пишу ему: давайте организуем. Завтра я готов предоставить 10 человек с нашего движения. Послезавтра я готов предоставить 100 человек. В течение месяца 1000. 2 месяца 10 тысяч. Я уверен, ответа никакого не будет. Согласно Конституции, статья 37. Граждане имеют право принимать участие в управлении государством непосредственно и через депутатов, то, что у нас. Говорю, у нас есть проблемы, которые волнуют всех. Министр экономики озвучивает: 50% людей не оплачивают дорожный сбор. Представляете, это 500 000 автоводителей не платят дорожный сбор. Это огромное количество людей, этот вопрос их волнует. Ответа нет. Говорю, давайте встретимся. Вот поддержка людей. 5 человек мы соберем. Будут представители грузоперевозчиков, таксистов, обычных водителей. Официально манифест. Обсуждаем вопрос ценообразования на топливо, вопрос дорожного сбора, вопрос, возможно ли ГАИ останавливать просто так водителей и говорить проверка документов, потом выписывать штраф, когда человек ничего не нарушил. Нужно ли Белтол вот эти рамки оплачивать белорусским перевозчикам? Конкретные абсолютно вопросы. Мы стучимся во все двери. Администрация президента вообще не удосуживается отвечать на эти вопросы. Подорожный сбор предлагаем, давайте отменим. Коль у нас выяснилось, что законы не подписаны, не предоставляют документов, не хотят общаться. Максимально конкретики, я же назвал. Табакерки, алкоголь. У нас в стране мы потеряли за последние 25 лет 750 тысяч. И самое главное, что 500 тысяч – это молодежь. Пенсионная реформа, как вы думаете, откуда взялась? Вот это то, что в 5 лет в плечи всем пенсионерам. А это один промах. Это в том, что государство не занималось демографической политикой полностью и не занималось пенсионной реформой. У нас пенсию оплачивают нынешним пенсионерам, работающим сегодня. 500 000 молодых людей в возрасте до 15 лет мы потеряли за 25 лет.
500 000 куда-то делось. Нету. Ну не рожают, нету условий. Получается, пенсию сегодняшнюю выплачивать некому. Но нам это привозят как? Мы стали здоровее, бодрее, жить дольше стали, поэтому пенсионеры еще 5 лет поработают. Вот такая вот манипуляция какая. И самое главное, что мы сейчас, объясню, видим, какие есть проблемы. Мы предлагаем, давайте собираться решать. Власть, отвечайте на вопросы. Фильм Степана Нехты. Важный момент. 2 миллиона белорусов посмотрело. 80 000 там лайков. 35 000 комментариев. Как будто вообще ничего не происходит. Там. И сколько стоит здесь? Мы видим. Живи Беларусь. Здесь не раздают бургеры. Здесь не раздают каких-то плюшек. Но тем не менее люди пришли. Я вам объясню. Давайте я вам просто... А вы можете рассказать, кто вы? Можете представиться на камеру, бо все люди собрались. Цыганович, индивидуальный предприниматель. Занимаюсь рекламой в интернет. Если я не ошибаюсь, я с 2007 года зарегистрирован как предприниматель. У меня есть несколько сайтов информационных. Они уже сейчас такие, ну, устаревшие, уже приходят как Сантехника Бай, Глаза.бай. Если вам интересна конкретика, ну, максимально. Вы блогер? Параллельно я занялся блогерством. Сначала стройка, потом я долго критиковал государство. Я, видя проблемы, говорю, вот смотрите, вот есть проблема. От банально простого. Парк Горького, да? Почему я вижу Кока-кола, пиво, но ни одной детской площадки нормальной такой в доступе обычном. Это было лет 5 назад еще. Единственная площадка, которая была подарена компанией Coca-Cola во всем парке. Говорю, давайте турник сделаем. Я готов за свои деньги поставить турник в Брусе. Это было 4 года еще назад, представляете? В парке Горького. Говорю, сам. Встретимся, обсудим, где можно, чтобы проводить соревнования какие-то. Мне ни ответа, ни привета. И нельзя ставить, и нельзя... Ну как это так, если вы и сами не делаете, и не хотите помогать гражданам слушать, что они говорят? Как вообще иметь дело с людьми, которые... Я государство думал, вот я сейчас живу в деревне конкретно, агрогородок Петришки под Минском. У нас, вот люди с электрички приехали, это 20 минут от Минска. Вот они вышли и пошли погреть. Вот здесь плитка, тротуары выкладывают 2-3 раза подряд плитку одну на другую. А там люди по грязи пошли, тротуаров нет, они пошли по дорогам. 21 век, и когда... Проблемы нет такой, но когда ты приходишь в председателя совета и спрашиваешь, конкретный вопрос, когда у нас будут тротуары, где планы развития населенного пункта на 5-10 лет вперед? Тишина, никаких планов нет. Я говорю, так если планов нет, значит вы ничего делать не будете? А вы обращаетесь Письменно, лично. Гэта блогер Мозг.Он. Вот бачите, молодой человек. Благодаря вам, вашей поддержке, сделали тротуарную дорожку к детскому садику. Вот так вот можа выглядаць мітынг блогераў. Прынамсі, вакол гэтага аднаго спікера-блогера сабраліся некалькі десяткаў чалавек і слухаюць яго. После этого, ну может так совпало, пошел движ. Но рядышком у нас проходят европейские игры, грибной канал. Там выкатывают плиткой сотни метров квадратных, чтобы 2 недели показать непонятно кому, кто там приехал, не приехал. И потом целый год никто туда не появится. Огромные спортивные сооружения стоят, а в 10-5 минутах езды целый населенный пункт, где 1000 людей живут. Ничего не делается, никаких планов нет. Я готов принять свои слова вот обратно, исправиться, но вы же ничего не делаете реально. Приезжают умные люди с газетой «Советская Беларусь», представители Минского. Все сидят, все послушают. Но они знаете, для чего приезжают? Общение в чем заключается? Они приезжают измерить температуру. Пока ты не приходишь с вилами к ним, они говорят, ну нормально, люди приходят с требами, пожалуйста. Народных избранников никто никогда не видел. Вы видите ли парламентария, чтобы он приехал какой-то вопрос решать? Я не видел. Спокойно, абсолютно нормальный вопрос. Вот такие проблемы блогеры агучваюць. Это вельмі канкрэтныя. Вот з чаго пачаў Владимир, добрый дзень. З чаго пачаў Владимир, гэта, напрыклад, дарожныя зборы, пенсійная рэформа. Напэўна, гэта тое, пра што яму пішуць і ягоныя падпісчыкі. І у Владимиру удалося сабраць вакол сябе такую ладную частку удзельнікаў гэтай сустрэчы. Прынамсі, напэўна, гэта можа быць. А тут працягваецца мітынг Алены Толстой. Выступаюць людзі. Давайте послухаем, что тут говорят. И она заканчивается, потому что анонсована была блогерами о 18-й године мероприемства.
Мы так само спадзяемся, что наш кандидат так само перед вами еще выступить. А лишь на заканчэнні вот этой короткой частки я хотел бы сказать самое главное. Люди Беларуси, не бывает безвыходных ситуаций. Все ровно вырашать будут люди. Бо адзінае, што меня навучили вот этой 30 годов, коли мы змагались за Беларусь, что як бы хитро и разумно не робили наши вороги, а лишь завсёды люди могут перемагчы нелюдzi. Я вельмі спадзяюсь, что наши адвечные белорусские рысы, то, что мы добро ставимся до людей, то, что мы упартые, то, что мы працавітые, менавіта спрацуют в этот тяжкий шлях, тяжкий час, и наш белорусский шлях, той адвечный шлях, яким ідзе наш народ, прывядзе да вольнай, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі. Пікет Алены Толстой сканчаецца, але тут яшчэ працягваецца, людзі працягваюць заходзіцца на гэтым месцы. Ясна, што выкарыстоўваюць гэтую магчымасць афіцыйную зарэгістраванага кандыдата для сустрэчы з людзьмі, для таго, каб пабачыць, развіртуаліцца з блогерамі, за якімі яны сочаць. Вот мы бачылі, як блогер Москун сабрал вакол сябе людзей. Ну вот так яно і працягваецца. Магчыма, яшчэ і іншыя блогеры будуць далучацца, але не, пакуль толькі Владзімір там вядзе свае размовы. Зараз паслухаем, што яму кажуць людзі. Трудно, сделайте. Ну, по-соседски, там, как-то еще, да? Смотрите, можно я перебью немножко? Смотрите, у нас у каждого очень много частных проблем. Их много. Парламент не решает. Блогеры начали решать какие-то вопросы, озвучивая, вот это начинается. Но самое главное, что предел, как бы вот думают блогеры, что вот мы рассказали, донесли, максимально люди увидели проблему. Но казалось бы, дайте ответ. Возвращаемся к фильму «Нехты». Это очень, вот статистика. Это очень важный вопрос. И сколько вот там БРСМ. Ну, мы туда подойдем. Это первый ответ. Важный вопрос, что нету обратной связи. 2 миллиона белорусов посмотрели. Ну что, это сколько? Это мало или нет? Много. Сколько у нас людей в интернете, расскажите? Ну, Нехта как бы надергал же кусочек. Абмяркоўваюць фільм «Нехты», прысвечаны Александру Лукашенку. Не 2 мільёны яго паглядзелі, а 1,5. Я якраз перад выхадам на мітынг праверыла, прабачце, калі ласка, праверыла колькасць праглядаў, але гэта вялізная лічба. За адзін тыдзень 1,5 мільёны чалавек паглядзела гэты фільм. І калі якраз такі Нехта заклікаў на мітынг, ён таксама заклікаў і тых людзей, якія хочуць абмеркаваць гэты фільм. А реально получается, когда надо, как Дуччи Муссолини говорил, друзьям все, остальным по закону. А мы тогда кто, если нам даже по закону не положено? Телевидение должны пускать нас. Вот это вопрос очень важный. Тут пытаются удзельнікі, такі сталы чалавек спытаўся. Так, хтосьці залезлі на тэхніку, і супрацоўнікі у цывільным здымаюць людзей адтуль. Андрей. Ну тут трохи такая мешаніна. Адна з жанчынаў нават уладкавалася з такім сядзячым пікетам. Незразумела, чаму тут гэты трактар стаіць, але зразумела, што ўзбірацца на яго нельга. А вы просто так присели? Нет, они меня бросили. Як так атрымалось? Ну, вот они меня толкнули. Вот спросите у них. Что, напала милиция? Да. Вы удельница пикета? Да. Да. Заняла пост. Да. Они сбивают с ног. То есть не дают подняться, они сбивают с ног. И... То есть вот так вот
нынче наша правоохранительная система нас бережет. А скажите, вы какие проблемы тут хотели вырашить на этой встрече? Ну, мы хотим, вы сейчас увидите все. То есть у нас законный пикет, а вот нынешняя правоохранительная власть нам запрещает это делать. Как есть? Бросили оттуда, извините, да? Нет, они сбросили. Вот видите, они не пускают. Так, яшчэ там штосьці адбываецца. Прабачце. Перашкаджаюць перашкаджаюць. Относится нынче к нам правоохранительная. Так, ну такая мешаніна, барацьба за досыць брутальная, за тое, каб працягваць пікет. Спадарня Ольга, хто затриманий? Андрея одного Шаренду положили, одного и стали бить, разбили нам всю аппаратуру. Шаренду Андрея сбили и З унесли. чаго пачаўся гэты конфликт? Потому что мы хотели колонку усталевать на трактор. І Андрей Шаренда затриманий. Андрей Шаренда моцно сбит, и они его оточили и сбили одного, потому что колонку хлопцы обороняли. Вось так працягваецца цяпер гэтая сустрэча. Услышьте вопрос. Блогеры сегодня, они заменили депутата, по сути дела. Депутаты сюда не приходят, не общаются. Понимаете, с людьми. Когда поднимается вопрос, никакого ответа нет. Мы просим просто, начните работать, отвечать начните. Понимаете? Просто, обычно. Казалось бы, ну что можно? Молодые люди, активисты. Да дайте им работу какую-нибудь, чтобы они помогали. Они же готовы для страны работать. Никакой связи, никакого общения. Скажіть, будь ласка, чи був затриманий? Были затриманы несколько людей до початку акции. Что, А хто би что случилось? Василий Жоров, за що? неведомо. Дмитрий Козлов, от его. Скажите только, что вы Да, вот тут сталы чалавек называе то, што адбылося дэбошам. Сапраўды мы тут усе стаім вот у аскепках этой гукаўзмацняльнай тэхнікі, бачылі, як затрымалі аднаго з удзельнікаў. Вот можам паказаць, як цяпер выглядае гукаўзмацняльная тэхніка. Прынамсі музыкі на гэтай частцы сустрэчы ўжо дакладна не будзе, але тут нашмат больш людзей, чым там, дзе праводзяць пікеты кандыдаты, якіх падтрымлівае БРСМ. Обязательно этого человека в черном, заявление, которое разломало колонку, соответственно. Непонятно, какой-то человек в черном костюме, непонятно, что сделал, напал на человека в штатском. Это нормально вообще? У цікавых умовах адбываецца гэтая сустрэча, таму што тут абсалютна няма ніякіх арганізатараў, ужо цяпер пікет Алены Толстой вот праводзіўся там цяпер. Степана? Сабе забярэце? Конечно. А што вы чытаеце Степана? Да. Ідзіце яго? А чаму вы думаеце, ён такі папулярны? Он говорит правду. Дякую. Тут уже казалі, што блогеры могуць замяніць дэпутатаў. Вы верыце ў гэта? Вот Степан Почему нет? присутствует таким образом. Степан вместе с нами везде. И я ему прошу, не приезжай пока сюда. Ты нужен нам за мяжой. Так ты допомагаешь. Ну вот, бачыце, ўжо блогеры і прынамсі Степан Нехта ўжо сталі такімі. Прынамсі Степан Нехта ўжо вельмі папулярны асабіста перадаюць. Возле входа стоят, вон утащили туда человека за двери и закрыли его там. И сейчас неизвестно, что творят. Вот люди стоят возле двери, ждут, что милиционер с рацией ходит и всем управляет, и никого не пускает туда. Вон за теми дверями, вот в этом беленьком здании. А вы верите, что блогеры что-нибудь вырашуць вот на этой встрече? Я верю, что вырашать что-то надо, а кто это решит, уже не важно. Расскажите, с какой вы проблемой пришли?
Скажите. У меня нет проблем, вы знаете. Нет, они есть, но они будут у милиции дальше, но не у Ну, меня. расскажите свою ситуацию. Да вы в курсе. Гэта чалавек, да якога калісьці ўламіўся АМАП у кватэру і, пераблытаўшы яго, пасля выбачаліся, не хацелі перад ім выбачацца міліцыі, ён судзіўся з імі і нават атрымаў нейкую кампенсацыю, але гэта ўсё вельмі доўга працягвалася. Чалавек рабіў рамонт у сваёй кватэры, дзіця ягонае вельмі моцна напалохалася, калі АМАП яго затрымліваў, прычым ён настойвае, і гэта было пацверджана ў суде, што ўсё гэта адбылося несправядліва. Мне цяжка ацаніць колькі людзей, але гэта вельмі шчыльны натоўп, і цікава, што большая частка людзей, якія тут ёсць, вельмі маладыя. Якраз такі гэта тыя людзі, якія выхаваныя ў інтэрнэце і якія глядзяць блогераў, якія тут забраліся, і на заклік, каго адбываецца гэтая сустрэча. Паспрабуем прабрацца ў цэнтр, можа быць, там штосьці адбываецца. Где москаля? Где москаля? Они сейчас отойдут. Каким точно нет? А вот там есть активный молодой человек, мы зараз его запытаемся. А можна да вас звярнуцца ў жывым эфіры радыё Свабода? Вот калі заклікалі на гэтую сустрэчу прыйсці, сказалі, што будуць вырашаць нейкія пытанні. Вы з якімі пытаннямі прыйшлі? Што хочаце вырашыць? У меня уже некоторое время складывается впечатление, что наша страна превратилась в некоторого рода такое шоу, где имеется главный персонаж, который разными способами развлекается, принимает разные обличия, разные роли играет. И такое ощущение, что есть на периферии в массовке народ какой-то, который тоже есть, но он больше для того, чтобы этому человеку было интересно. Вот, мне это не нравится, мне хотелось бы, чтобы тут у человека было слово, и чтобы это слово действительно играло какое-то значение, играло какую-то роль. Там какое-то движение начинается. Да, дякую. Мы так само туды пойдем. Давайте по дорозе вот до... Я тут там тяжко вижу. Я до вас пасля подойду. Абсолютно стыхійна ўсё гэта адбываецца, трэба перасоўвацца па ўсёй плошчы. Яна выглядала маленькай, але калі ты спрабуеш дабрацца да цэнтру падзеяў, это не так і проста. Не ведаю, хто гэта. Это Мікалай Маслоўскі, кандыдат Аб'яднанай грамадзянскай партыі. У яго таксама афіцыйны пікет тут. Это громадное спасибо. Мы за честные выборы, мы за перемены. Я ютубер, блогер, меня зовут Николай Масловский. Вы знаете, здесь находится YouTube-канал Володя Мозгон, «Страна для жизни». Другие блогеры старались сегодня приехать. Но так получилось, что Сергея Петрухина повесткой пытались словить, Александра Кабанова сучили повестку, Серого Кота Диму Козлова тоже. Люди в гражданке настоятельно отвезли, попросили дать какие-то комментарии. И в итоге, не знаю, успеет ли он сегодня приехать. То есть мы заявили, что приедут блогеры, в итоге получилось, что добрались не все. Ну, что сказать, мы живем в стране для жизни. У меня вот есть такая газета с портретом Александра Лукашенко, и он говорит, что мы живем в стране для жизни. Вот только что показали. Ну, я не знаю, кто где живет, но я знаю, что мы за перемены. Друзья, спасибо. Минуточку вашего внимания. Можно и так. Мы по сегодняшнему дню ясно видим, чего именно боится наша драгоценная власть. Сегодня здесь была идея обсудить нашумевший документальный фильм Александра Лукашенко «Уголовные преступления», выпущенный Степаном Светловым, выпущенный блогером Некста. Мы видим, как
Как власть на это реагирует? Мы видим, как по-клоунски бегают. Дамы и господа, я хочу понять следующее. Вот Максим, мы с ним хорошо знакомы. Макс, на своем пикете агитирую. Я объясню ситуацию. Я не трус. Мне предстоит еще сделать одно мероприятие. И я не хочу, чтобы меня сняли. Макс, прошу понять. Окей? Без обид. Давай немножко так. Хорошо, без проблем. И вы все видели, что нам просто перебегала группа людей, изображающая агитацию за провластных кандидатов. Она меняла место, бегая за нашим пикетом. Было ясно видно, как они это делают. Как они переподключают свою аппаратуру. Сейчас мы видим, что они пошли и на большее. Они ломают атрибутику. Они топчут колонку звукоусилителя. И это делают не люди в форме, официальные какие-то лица. Это делают штатские бандиты. Соучастники тех, о ком говорил Некста в своем фильме. У нас сейчас задержан незаконно этими людьми Андрей Шаренда, наш коллега. Избит, заволочен в ратушу. Просто так, какими-то штатскими бандитами. И это говорит только о том, что мысль обсуждать эти вещи, о которых Степан снимал свой фильм, она 100% правильная. И пока мы не ответим на вопрос, что делать, который, например, задавал блогер Москон, пока мы не решим, что делать дальше, с нашей страной можно будет делать все, что угодно. И сейчас это решать в принципе нам. Давайте друг другу знать. Ребята, просто оберешь, чтобы... Ребят, еще раз, меня услышьте. За мной наблюдает микроскоп. Мне нужно сделать еще одно мероприятие в этой стране. Но для того, чтобы... У меня есть еще одно мероприятие. Ребята услышат. Так, ми зараз будемо перемішатися за мегафоном, тому що, вірагодна, центр гэтага мітинга таксама перемішаецца сёння, просто як і шмат хадзіць давядзецца. Вы реально, что же в лицо лезете? Что вы лезете? Лицом же лезете. Скажите, пожалуйста, что вы хотели сказать? Я, в принципе, многое хотел бы сказать, но мне не дали. Меня зовут Андрусь Войнич, Андрей Войнич. И я хотел бы для начала обсудить, в принципе, фильм в двух словах. Самый главный ключевой момент, все-таки, который был поставлен Степаном, вопрос, это что делать? Каждый из нас, друзья, должен ответить на этот вопрос себе сам. Каждый должен его задать и подумать над ним. Что делать? Что нам всем делать дальше? Мое личное мнение, что белорусы, как народ, должны уже все-таки сформироваться. Должны, не знаю, сконсолидироваться как-то, объединяться. Потому что если так будет продолжаться, от нас не останется ничего. От нас не останется людей, от нас не останется народа, у нас не останется территории. У нас, вот вдумайтесь в слово, ничего. Задайте себе вопрос, что делать дальше. Что делать? Спасибо. Наверное, у меня все. И все. Сябры, меня зовут Евгенов Нагель. Я координатор громадянской компании «Европейская Беларусь». На жаль, сегодня многие люди не смогли доехать, удомлику и блогеры. На жаль, супрацоўнікі милиции и улады так нас боятся, что псуюць гукавую апаратуру, наганяюць сваіх халуёў, каб яны тут нешта рабілі і заглушалі нас. Але тым не менш, мы сабрались, і я прапаную зараз працягнуць тое мерапрыемства, якое запланаваў Сцяпан, якое мы все запланавалі, і абмеркаваць фільм. Абмеркаваць фільм, які ўжо сабраў 2 мільёны праглядаў, які паглядзела 2 мільёны беларусаў. Абмеркаваць тыя праблемы,
які у ім стоять. Ми вітаємо Андрея Шаренду! Гэта хлапец, якога затрымлівалі, калі разбілі гукаўзмацняльную апаратуру. За што яго затрымалі і што было далей і як яго вызвалі. Это вельмі цікава, до речі. Дякую велике. Меня затрымалі, калі мы спрабавалі транслировать фильм на стену ратуши. Меня затягнули внутрь ратуши. Они просто спужалися, что зараз выбьют двери и вызволили меня. Дякую за підтримку. Живе Беларусь! Фільм, про які тут шмат ужо разоў згадвалася, гэта фільм нехта, які называецца «Лукашенко. Крымінальныя матэрыялы». Ён ёсць на YouTube-канале. Человеку, который призвал, в общем-то, подал идею проведения этого мероприятия, который должен был быть его ведущим, другу Степана, блогеру Моск-Ону. Ребят, сразу хочу сказать, мы не сколько други, сколько соратники, потому что, вот так получилось, да? Степан там живет, мы лично не встречались никогда. Но проблему, которую я хочу озвучить, вот услышьте сейчас внимательно. В 1965 году случилось такое событие, которое, казалось бы, к нам не имеет отношения. Девушка по имени Сильвия Мэри Лайкинс жестоко была убита приемной семье, родителями, приемными. Дети ее избивали, не кормили там, травмы нанесены. И когда вот ее убийство это вскрылось в маленьком городке американском, то оказалось, что и соседи видели, как издевались над этой девушкой, и пастор знал, и учителя в школе. Все были в курсе, но все молчали. И на основании вот этой истории был снят фильм под названием «Американское преступление». Может, кто-то смотрел. Так вот, сейчас я вижу, что происходит белорусское преступление. Мы же все вместе знаем, что что-то не так в стране происходит. Мы видим, что те законы, которые написаны, не соблюдаются. Любой человек может открыть Конституцию, и у него возникнет масса вопросов. Просто масса. Ну вот, государство ответственно за улучшение благополучия своих граждан. Еда, одежда, жилищные условия. Что мы сегодня наблюдаем? Происходит обнищание граждан. Об этом конкретно пишут каждый месяц в новостях на Тутбае. Кредитные долги населения побили очередной рекорд, очередной рекорд, очередной рекорд. Говорить можно бесколезно. Поблагодарим Степана, что он снял фильм, где, собственно, вот эти все проблемы, они слились в единую. И сегодня, когда блогеры подменили, по сути дела, депутатов, это вот логичное продолжение мероприятия нашего, то вопрос тогда, а вот что дальше? Уже все посмотрели этот фильм. Кто-нибудь не смотрел, может, о чем идет речь? Расскажите. Фильм «Лукашенко. Уголовные материалы». Смотрели. Вы что-то новое узнали? Вы что-то новое узнали о том, в какой стране вы живете? Нет, нет. По-разному. Кто-то узнал, кто-то нет, но тем не менее, смотрите. Все возраста представлены здесь. Молодые ребята, старые, все пенсионеры наши, ну извините. И получается, вот срез населения достаточно большой, а онлайн смотрят тысячи, может быть, десятки тысяч человек. У них вопрос, ну вот что дальше? Вот мы посмотрим очередной раз этот фильм, пройдет 2 недели времени. И что дальше? Опять забудем? Через 10 лет опять покажут очередную серию этого фильма, где просто добавятся новые вот эти события, которые прямо сейчас на наших глазах будут происходить. Очередные выборы, когда выбора по сути нет. Зайдите на сайт избиркома. Посмотрите, какая информация представлена о кандидатах. Это в 21 веке. С интернет-технологиями. Как можно выбрать по той информации? Биография, заработок в прошлом году, наличие машины. На сайте избиркома нету ни программы, ничего вообще. Дети есть. Вот заслуга человека. Ну, это уже хорошо. Это заслуга большая. Я говорил про проблему. У нас население сокращается. Причем катастрофически сокращается. И скоро эта проблема коснется каждого. Потому что вся вот эта инфраструктура, дороги, здания, пенсионеры,
бюджетная сфера, она вся содержится с работающего населения. Если люди уедут из страны, что у нас произойдет? Вот эта денежка, маленькая часть, ровным слоем будет размазана среди всех. Уже сейчас люди чувствуют. В столице, скажу вам, это не так видно, потому что в столицу все самое лучшее. Здесь более активные люди. Здесь надо их... Больше надо уважить этих людей. Так, ребята, вот что дальше? Как мы вот поступим? Нам это интересно, вот что дальше будет у нас? Или не интересно? Народу дайте слово, народу. Давайте скажите, вот какие версии у вас? Вот что дальше? Вот мы посмотрели фильм, мы увидели какие-то проблемы. Фильмов таких сотни. На самом деле много. Это просто ключевой момент. Вот что дальше мы делаем? Продолжаем критиковать? Или мы какие-то решения предлагаем? Представьте, пожалуйста. Я не... Режиссер Ольга Николаевич, Европейская Беларусь. Я не народ, я Все. активистка. Активистки даем. Ладно. Я режиссер, документалист, активистка компании Европейская Беларусь Ольга Николаевич. 25 год тому я была виконавчим продюсером фільма «Звичайний президент». За гэты фільм был жорстко збіты режиссер Юрий Хащевацкий. Мяне позбавляли пасля усе гады працы. Я не хочу казаць, што у маім жыцці адбылося. Зараз мне ўжо 50. Палова жыцця я жыву у Беларусі, якой пераўтварылі ў турму под открытым небом. Дык вось, я хочу, каб людзі, якія з народа хочуць выказацца, што далей рабіць, на ваш погляд, куды нам далей ісці. Заўжды уладу меняла вуліца, уладу мяняў народ. Мирные пикеты, мирные митинги. Паглядзіце, як яны баяцца таго, што сёння да нехта прыйшлі людзі, прыйшлі беларусы. Не так шмат, не 100 тысяч, але гэта іх так напалохала, што яны пачалі збіваць і ламаць апаратуру. То бок, я заклікаю беларусаў рабіць мирные митинги, мирные пикеты, каб улада стамілася і сышла. Лукашенко, сыходзь! Мы ненавидим гэту диктатуру! Живе Беларусь! Кто хочет выказаться? Можно? Говорите. Оля! Я читаю стихи. Машины и автобусы бегут по глобусу. Душа прогоркла в соусе тоски. Скрипят ньютоны Дарвины, а мы, как прежде, варвары молчат, как пробка, чертовы мозги. И даже дивным кажется, уме никак не вяжется. Как на ура идет любая ложь. Лжа, Колькі я памятаю такія стыхійныя мітынгі, ні разу не абыходзілася без вершых. Вот Беларусь усё ж таки паэтычная нацыя. Выборов нема на Беларуси при Лукашенке. Нема выборов. Даем слово молоді. Яна наша будущее. Дякую. Всем привет! Я хотел сказать, что я недавно познакомился с хорошим кандидатом, за которого советую всем голосовать с 107-го округа. Наталья Ивановна. Идеальный кандидат. Ну, тоже не согласен с властью, тоже есть претензии. Тоже очень волнуюсь. Нервничаю, боюсь, но надо сопротивляться. Живи Беларусь! Всем спасибо. Оппозиция, это не оппозиция. Это не дали. Ребята, давайте вот потихонечку, вот эмоции есть у нас, да? Смотрите, у нас в стране есть все для того, чтобы навести в стране порядок, сделать замечательную жизнь. Вернемся в историю. После войны страна была разрушена полностью, ее за 30 лет подняли. У нас сейчас все есть, только перестроить отношения, создать условия, чтобы молодежь не уезжала. Нам нужны умные люди, у нас есть очень много программистов. Но куда уезжает молодежь? Где у нас Степан находится? А у вас есть друзья и знакомые, которые уехали из Беларуси? Да. Куда они уезжают? А почему они уезжают? Образование. А вы думаете, они не патриоты? Патриоты. Вы думаете, они вот так вот, им плевать на страну, да, им все равно? Нет. А вы понимаете, что для того, чтобы сегодня многим молодым людям обеспечить старость своим родителям, им просто нужно будет работать за границей. Здесь не заработаешь денег. Если мы просто видим, как дальше. Вы знаете, что у нас в стране происходит со внешними долгами?
21 миллиард долларов. Это вот внешний долг. Когда я задавал вопрос, под что эти деньги были взяты, чем мы отдавать будем, ответ я не получил. Все говорят, что государство проводит выгодную политику, в том числе сотрудничество с Китаем. Я десятки раз спрашивал, писал официальные запросы. Мы торгуем с Китаем в минус, по нарастающей с 2006 года. Минус 100 миллионов, 200, 300, 2 миллиарда 700. В чем заключается стратегическое партнерство? Объясните. В чем? В чем партнерство, когда в минус торговля идет? Может, вот так-то? Нам говорят, что построят стадионы китайцы. Почему они строят не школы нам? Почему? Почему бассейны в Минске надо строить? Объясните. Ребята, я понимаю, но вы понимаете же, что это очень красиво в бюджете. На спорт выделено столько денег. Чижовка-арена построена. А в результате что у нас? А в результате у нас после Чижовки-арены прошло мероприятие, оно на балансе висит всех нас вместе. И самое главное, что вот казалось бы, ну просто как психолог хочется поговорить с властью, ну расскажите о проблемах. Реально расскажите о проблемах. Какие проблемы в государстве? Мы же вообще информацию обратную не получаем, не знаем, что происходит. Авторитаризм. Еще раз громче. Авторитаризм. Ребята, вот мы 150 раз это сказано в фильмах каждого блогера. И что дальше? Мы это все знаем. Ну все прекрасно, это же не новость никакая. Мы уже смиряемся просто с вещами явно. Я вижу, Конституция не соблюдается, всем наплевать. Всем абсолютно. Конституционный суд, знаете, какая интересная штука? Что когда вы, граждане, вы источники права, суверенитета Республики Беларусь, вы единственный носитель, но вы не имеете права обратиться в Конституционный суд. У вас косвенное право обращаться к Конституционному суду. Только благодаря нашим депутатам вы можете донести свою мысль, обратиться к депутатам. Я обращался. Они сочли вопрос демографической катастрофы и то, что у нас население сокращается, неважным, чтобы сделать депутатский запрос в Конституционный суд. Им это не важно. За долги огромные, им не важно. Им вообще ничего не важно у нас в стране, что нас с вами волнует. Как дальше быть? Что мы делаем дальше? Расскажите. У нас что, нет умных людей? У нас есть программисты в парке технологий, как оно называется, высоких технологий. У нас куча программистов, которые работают на европейские компании. Они что, не могут рассчитать, сколько каких специалистов нам нужно в том же городе Молодечно? 100 тысяч в городе живет Молодечно. Самый депрессивный регион. Нету работы, люди ездят в Минск. Что люди должны 2 часа каждый день ездить в Минск и обратно, потому что государство не может рассчитать, сколько там нужно сантехников, электриков, пекарей, плотников, кого еще? Хочет сказать человек. Андрей, давайте представим. Николай хочет сказать, дадим ему слово. Вопрос, что дальше? Я сам. Я хочу сказать, что в краине нема выборов. І я гэта бачыў сваімі вачыма. Быў на прошлых выборах і сам бачыў, як прыпісалі 500 галасоў на маім участку. Выборы не адбыліся, але яны у вочы хлусяць прямо на участках. Таму я заклікаю праявіць салідарнасць і сабрацца каля участку, падтрымаць, дамовіцца, каля якого участка сабрацца і падтрымаць назіральнікаў, падтрымаць наше право выбора. Потому что выборов нема. И треба добиться, каб выбор народа улічваўся. Дякую. Давайте всем дадим слово. Извините сейчас. Ну что, беремся сюда. Шановне господарство, дякую всім, хто міг сміло сюди прийти. Ми добре ведаємо, що ось гэтыя всі люди, які вас бояться і цкують, яны вас бояться. Яны ходять, здымаюць на гэты камеры і терпяць нашу присутність тільки тому,
что сегодня тому, что усе гэтыя мерапрыемства праходзіць у межах перадвыбарчай кампаніі. Кампаніі, якой няма. Але гэтае кіраўніцтва сённяшняе, оно вымушана рабіць выгляд, як быццам бы кагосьці выбіраюць. Няма выбараў, нікога не выбіраюць. Ёсць нейкая кучка бандытаў, якая захапіла ўладу. Але нас большасць. Нас, нармальных, адукаваных, маладых, сталых, сталого ўзросту, нармальных беларусаў большасць. Усё, што мы павінны сёння усведоміць, это тое, што вас большасць. Нас увесь час даводзіць до нас, што нас мала. Нас немало. Нас шмат. Нас цэлая Беларусь. Ведаеце гэта. Кажыце пра гэта сваім блізкім. Кажыце пра тое, што мы вартыя таго, каб жыць у незалежнай, свабоднай, еўрапейскай, заможнай Беларусі. Гэта нашая мэта. Мы еўрапейскі народ. Помніце пра гэта. Шмат хто з вас атрымлівае адукацыю за мяжой. Мы еўрапейскі народ. Мы павінны жыць як еўрапейцы. Для нас Россия зусім не браты. Гэта дзікая орда, якая весь час з намі воевала. Воевала на нашей тэрыторыі, воевала нашими жыццямі, нашей крывёю. Я не хочу, я бачу тут шмат молодых хлопчыкаў. Я не хочу, каб вы воевали за чужие интересы. Я не хочу, каб вы воевали недзе у Сирии, у Афганистане, ці яшчэ недзе. Не. У нас ёсць незалежная краіна. Наша мэта казаць пра гэта, што мы жывем у незалежнай Беларусі. Беларусь не Россия. Россия заўсёды вайна і галеча. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! 16 числа, это апошні дзень перед выборами. Я закликаю вас прийти и выказать свое ставление до Беларуси, до выборов и до незалежности нашей краины. Дякую вялікі. Алена Толстая, гэта кандыдатка ў дэпутаты. Але цяпер тут свабодны мегафон. Кожны, хто хоча штосьці сказаць, можа ўзяць яго і звярнуцца да тых, хто сабраўся. Капитан второго ранга в запасе. Командир атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». Я служил этой проклятой России. Всю жизнь честно. Я готов преклонить колени перед этими ребятками, которые не побоялись этих сволочей и вышли на улицу. Нам бояться уже некогда, мы скоро уйдем. А они молодцы! Живе Беларусь! Живе батька! Еще хотят выступить. Девушка выступит. Вось так адбываецца сустрэча, на якую закликал прийти блогер Степан Нехта. Привет всем! Я хочу обратиться к студентам, которые сюда пришли. Я знаю, здесь очень много студентов, и, видимо, их здесь подавляющее большинство, поэтому я хотела бы призвать к тому, чтобы мы работали с тем, что имеем. И как бы нет смысла разжигать вражду, мы должны поддерживать нашу национальность, учить язык. Мне вот лично страшно разговаривать на белорусском, потому что я не знаю, как мне сдавать экзамены, как общаться с другими людьми. И я хочу, чтобы мы просто, если вы все здесь, кто был, кто есть здесь, начали разговаривать на белорусском, это было бы, вы понимаете, да? Здесь очень много студентов с разных факультетов, и я хотела бы еще призвать к тому, чтобы мы действительно хотели учиться, чтобы применять свои знания для того, чтобы развивать свою страну. Учиться не потому, что нас заставили родители, или мы хотим откосить от армии, вот, а для того, чтобы действительно стать умнее, потому что именно образованный человек сможет изменить что-то. Никто не будет слушать человека, который просто кричит и призывает. Нужно с умом
членам. Вот. Живи Беларусь! От яшчэ одна дзяўчына ўзяла слова, сказала, што яна студэнтка і звярнулася да студэнтаў. Молодежный лидер. Добрый день, поважаныя сябры! Добрый день, Мінск! Я рады, што тут вельмі шмат маладых людзей, вельмі шмат моладзі. Я рады, што мы сёння прыйшлі, не пабаяліся. Нягледзячы на тое, што ў нас зламалі гукавае абсталяванне, нягледзячы на ўсе перашкоды, нягледзячы на тое, што тут стаіць міліцыя і спрабуе нас запужаць. Мы разам! Живе Беларусь! Я хотел бы сказать, что у час гэтай выбарчай кампании, не только ближайшие 2 годы, галоўная наша задача – это быть разом, это падтрымліваць адзін аднаго і падтрымліваць незалежнасць Беларусі. За незалежную Беларусь! Живе Беларусь! Тому я закликаю усіх долучаться до усіх тих кампаній по падтрымцы незалежнасці Беларусі. Памятаць, што мы беларусы, што мы нацыя і што мы пераможам. Жыве Беларусь! Дзякуй! Ребята, Тут блогер Москон узяў на сябе функцію вядучага гэтай сустрэчы. Очень категорично, но я должен сказать. Россияне для меня не враги. Русские люди для меня не враги. Украинцы для меня не враги. Поляки для меня не враги. Литовцы не враги. Это все я не разделяю. У меня дед на Украине живет. Другой дед в Беларуси. Семья в России. Родственники жены в Польше. Когда говорят конкретно, что русские враги, я это не приемлю. Просто у нас есть своя страна, которой исторически выпал шанс состояться. И по сути дела, руководству страны, вот эта независимость, она ничем не досталась, ни крови, ничего, просто так досталась. И сейчас, вот сейчас, вся интеллигенция, которая есть, если вы сейчас не сможете здесь состояться, как отдельные независимые, построить страну, вот 10 миллионов, нормальную жизнь, на вас всегда и везде будут плевать. Вы всегда будете вторым сортом, вы не смогли здесь состояться. Поэтому, если вы здесь сможете состояться, с вами будут дружить и уважать и россияне, и поляки, и литовцы. Постройте здесь нормальную страну для людей. Я понимаю, что такое интеграция. У нас есть мясо, у них есть кастрюля, у этих есть рецепт. Мы собрались, сделали вкусную еду. Но мы не должны жить в одном вот таком вот месте. Есть забор, есть сосед. У него проблемы, придет ко мне, я помогу. У меня проблемы, сосед мне поможет. Но только на основе того, что мы друг друга уважаем. Но для этого мы должны состояться, чтобы мы уважали. Для этого мы должны сделать все, чтобы страна у нас сама состоялась. Понимаете или нет? У нас есть этот исторический шанс. У нас все есть, чтобы мы были отдельной независимой страной. Конкретной. Ну вот такое у меня отношение. Ребята, можно даю следующему? Я думаю, вы меня поддержите. У нас врагов нету. Спасибо вам большое. 2 минуты регламент. Здравствуйте, меня зовут Саратокин Михаил. Вот, я достаточно такого же среднего возраста, вот, почти под 50 лет. И видел очень много, так сказать, что происходит. Можно я одним стихом? Я не верю теперь ни во что. В государство предателей верить смешно. Я не верю теперь никому. Да и кто мне вернет из детства мечту? Кто подарит надежду на завтрашний день? Кто мне вложит в мозги, ну хоть пару идей, за которую я мог бы жизнь положить? Где же Родина-мать? Мы хотим ее знать. Покажите на карте ее. Видно, нету ее. Все, что было, ушло. Да и надо теперь нам страдать. Каждый стал за себя. Сам себе он страна. И воюем теперь мы с собой. Кто споткнулся, упал. Тут же в рабство попал. За зашедший с водой кусок хлеба. Наши дети не те, чтобы были с тобой. И войны новой мы не желаем, дед, тебе. Мы хотим лишь любить, мирно жить и творить. И забыть, что в душе проклинаем. Дай работу, страна, веру в завтрашний день. Дай нам хлеба и новые силы. Знай, что терпим не зря.
И мы стерпим 100 крат ради наших детей и родимой. Беларусь, моя мать, не должна умирать. Мы гордиться должны этим ею. Живи Беларусь! И в заключение, ребята, вот кто пришел немного раньше, вы видели, как это происходит. Отбежали, хотели фильм Next посмотреть. В общем-то, если есть какой-то материал, надо как-то реагировать. Как отреагировалось? Сначала, как, я не знаю, БРСМ, вот это вот, по кругу ходили здесь, потом просто разгромили оборудование. Как это называется? Это называется организованной группой, хулиганские действия, нанесшие определенный вред. Ну как можно? Я субъективно могу предполагать, что это спланированная милицейская акция. Объективно я видел, что эти люди изначально общались, они сосредотачивались, они отсняли всех. Для чего это делается? Для того, чтобы запугать народ. Я прошу наш народ, поддерживайте друг друга, поддерживайте свою страну, поддерживайте своего избирателя. Тот, кто говорит правду, кто не боится, поддерживайте его. Иначе мы просто потеряем, я не знаю, мы превратимся в страну какого-то безумия, врунов. Вы заметьте, что кто писал, там, не знаю, водопровод, колодец, там люди плачут, рыдают. Извиняюсь, наверное, регламент. Кто-нибудь ответил? Никто не отметил. Отписки. И они ходят на свои концерты, у них свои колонки привозят, а ваши ломают. Я думаю, все понятно. Выступоўца згадаў выпадак, які адбыўся на пачатку гэтага мітынгу блогераў. Некаторыя яго ўдзельнікі спрабавалі паказаць фільм «Нехта» Лукашенка, крымінальныя матэрыялы на сцяне ратушы, але гэта жорстка вельмі спынілі супрацоўнікі ў цывільным. Адзін чалавек быў затрыманы, але вот цяпер ён ужо вярнуўся і далучыўся да мітынгу блогераў. Собираемся вот так. Сколько мы вот так вот лет собираемся вот так. Что-то меняется? Серьезно. Что-то меняется хоть раз? Нет, ни капли. Мне уже просто смешно. Честно, мне просто смешно. Я вам всем советую зайти в такую группу в Телеграме. «Протесты в мире» называется. И посмотреть, как реально люди меняют ситуацию в стране. Как реально это делается. А не как это делается здесь. Сколько лет? В 2010-м была попытка. Прекрасная попытка была. Но не удалось. Посадили Статкевича. Много кого посадили тогда. Но это почти. И все запуганные. Мы сейчас все запуганные стоим здесь. Да, сюда прийти, это вот, казалось бы... Здесь запуганные. Сейчас вот вам кажется, что это смелость прийти сюда. Это не смелость. Смелость это чуть больше. Я вижу это чуть по-другому. Прямо сейчас. У меня мать лежит в онкологической клинике, умирает. Ей не могут предоставить медицинскую помощь, потому что там наверху всем плевать. И мы будем дальше вот это терпеть. И улыбаться. И улыбаться будем. И в ладоши хлопать. И вот я просто не знаю, вы реально что-то хотя бы попробуйте сделать, а не просто говорить. Говори. Ты же говоришь. Это призыв к терроризму будет, извините. Еще один участник хочет выступить. Беларусь, привет! Меня зовут Красочка Денис. Есть ли у нас выборы? Нет! Хотим ли мы выборы честные? Да! А как нам это сделать, ребята? Вот первый вопрос. Как сделать так, чтобы были честные выборы? Смотрите. За выборами каждый год наблюдают. Наблюдают немногие организации. Я лично участвовал в 3 кампаниях по наблюдению. На прошлых выборах поймал за руку 2 компании карусельщиков, одну завез в ментовку, которую потом выпустили. Какая самая большая проблема у людей, которые наблюдают за выборами? Их мало. Они не могут доказать, что есть фальсификации. Они непрерывно сидят на участке по 24 часа и ничего не могут доказать поэтому. Нужно больше людей. Ребята, помогайте. Солидарность, здесь уже говорили об этом. Это несложно. Вы можете прийти, потратить там 2 часа своего времени в основной день голосования и посмотреть как минимум, как это происходит. Вы выйдете другими людьми. Вы увидите это. Вы можете показать своим друзьям, запустить стрим и так далее. Это не проблема. Записывайтесь в организации. Этим занимается «Весна». Этим занимается «Право выбора».
Записывайтесь в эти организации, ну, помогайте наблюдателям. Проявите солидарность. Вместе мы сможем хоть как-то показать всем, что у нас нет выборов и что мы можем реально защитить наш голос. Спасибо всем! Живи Беларусь! Ребята, вот парень, кстати, выступал, он правильный же вопрос задал. Действительно, мы все приходим, улыбаемся, и ничего не происходит. А мы же внутри чувствуем, да, что что-то не так. Понимаем все, знаем это. Ребят, немножко места дайте. И самое, знаете, что я боюсь сейчас? Назад, пожалуйста, все ваши... Сейчас я боюсь, что когда придет время, то окажется, что страна превратилась в разбитое корыто. Так надо. Ребята, пожалуйста, Еще немножко назад. немножко сдайте назад, пожалуйста. У нас есть еще один выступающий. Пожалуйста, сдайте немножко назад. Хотел бы автор фильма поприветствовать вас. Пару минуток буквально подождем. Кто-то еще хочет выступить? Есть, ребята, выходите, давайте. У цэнтры Менска адбываецца мітынг, на які заклікалі прыйсці блогеры, і адзін з галоўных герояў гэтага мітынгу блогер Нехта, які фізычна тут не прысутнічае, але яго вельмі шмат згадваюць, тут вельмі шмат ягоных прыхільнікаў. Мітынг адбываецца абсалютна стыхійна, кожны Очень правильно было подмечено, что действительно уже сколько лет собираемся. можа ўстаць на гэтую лаўку, узяць мегафон і выказацца пра тыя праблемы, якія ён хоча вырашыць падчас гэтай сустрэчы. Поменять ситуацию образом того, чтобы собраться и что-то сделать. Так что вот есть предложение. Давайте начинать что-то менять со своих мест. Если какой-нибудь учитель, вот кто проводит выборы, кто считает голоса обычно там происходит, это обычно делают учителя и, учителя. Если вы, допустим, учитель и будете на этих выборах считать голоса, пожалуйста, не фальсифицируйте. Если вы видите, что кто-то пытается фальсифицировать, говорите об этом. Если у вас есть какая-то возможность о чем-то сказать, что-то сделать, чтобы победить этот режим, делать это начинайте с мелочей. Потому что все эти мелочи, все эти количественные, просто вот, если будет много людей это делать, вот эти количественные изменения, они придут в практику. Цяпер мы так разумеем, што рыхтуюцца удзельнікі мітынгу паказаць зварот Нехты праз інтэрнэт. Еще есть выступающие. Макс, иди сюда. Привет всем братьям! Меня зовут Дмитрий. Ребят, и вы знаете, я сейчас вам на цифрах скажу, насколько власти наплевать на нас. Я делал доклад по макроэкономике в университете. Вам известно, как расходуется госбюджет? Я вам сейчас расскажу. На образование 4,5%. Здравоохранение 4,5%. На развитие культуры, спорта, туризма 2,8%. Жители города Бреста, вам интересно, сколько расходуется госбюджета на охрану окружающей среды? 0,42% госбюджета. Ужас! Как вы считаете, в стране есть правосудие? Нет! Знаете в цифрах, сколько расходуется? 11%. Сколько мы будем это терпеть? Давайте вместе не допустим снова эту лысую резину к власти, пожалуйста. Ребята, а сейчас поприветствуем, Степан Нехта записал обращение. Немножко назад, сюда. Сейчас мы услышим. Да, как лучшего бойца. Кто не помнит, почему мы здесь собрались? Благодаря, а может быть вопреки, но у нас есть повод, это фильм, на который мы ждем ответ от властей. Мы ждем ответ от властей на многие фильмы, на многие обращения, но их нет. Ребята, буквально немножко, нам приходится все это дело с колен делать.
Они говорили, что я не приду. Как видите, сегодня я с вами. Прежде всего для того, чтобы сказать вам всем огромнейшее спасибо. Сегодня вы показали, что существуете не только в интернете, что вы реальные люди, которые не согласны с тем, что происходит, и с которыми должны считаться. Важно, что вы не боитесь говорить об этом открыто. И правильно, ведь за нами правда. А бояться должны всего те, за кем ложь. Бояться и уважать несогласных. Это только начало, впереди тяжелая и кропотливая работа, но важно, что мы уже на правильном пути, что вы знаете, чего хотите, знаете, что дальше. И сегодня, надеюсь, примете первые совместные решения. Спасибо за ваши идеи, мысли, комментарии. Их слышим не только мы, блогеры, но и те, кто сейчас именует себя официальными властями, кто минусует ваши комменты. Помните об этом. Помните и впредь не оставайтесь пассивными и равнодушными. Настало время брать ответственность за будущее страны в свои руки. Сегодня вы предлагаете свои идеи. Моя же идея простая: начинать с себя, включаться в любую активную работу, будь то фиксировать беспределы на рабочем месте, добиваться соблюдения своих простых законных прав, рассказывать о том, что происходит на самом деле в стране, своим знакомым, друзьям, делиться видео бабушками, дедушками, собакам, кошкам показывать. И неважно, кто вы, студент, рабочий, спортсмен, чиновник, неважно, на какой мове вы размовляете. Важно, что мы усе разом. Мы, белорусы, як спевал Левон Больский, нас миллионы, нас до холеры. Так остаемся же на связи, остаемся все вместе. Живе Беларусь! Живе! Степан... Нехта! 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 На унікальнай падзеі мы з вами прысутнічаем. Гэта мітынг блогераў, і цяпер удзельнікі скандуюць імя блогера Нехта. Давайте всех поблагодарю, что вы пришли. Хочется, конечно, чтобы у нас сейчас произошла, по крайней мере, революция в голове. Чтобы мы перестали жаловаться, рассказывать о проблемах, а начали уже предлагать решения проблем. Каждый из себя начать должен предлагать решения. Всех посадят за призыв к терроризму. А по-другому никак. Ребята, каждый начинает с себя. Поверьте, по закону вам должны гораздо больше, чем вы получаете. Поэтому начните с того, что требовать начните со всех чиновников, что положено. Тротуары, дорожки и вплоть до выборов. Если положены выборы, так чтобы они были в стране, а не была бы имитация действия какого-то. Понимаете или нет? Благодарю всех, кто набрался смелости и пришел сюда. Ребята, мне внутри кажется, вот здесь внутри, что вот немножко осталось времени, и то количество информации, которое выдают блогеры через интернет, оно уже переваливает белорусское телевидение, радио, и уже скоро невозможно будет считать нас людьми-невидимками, что нас нету. Поэтому давайте перейдем от фазы критики к фазе предложений. Что мы будем делать дальше? Кто придет дальше? И как мы будем дальше строить страну нашу? Давайте предлагать везде, в комментариях, в обращениях, в прямых эфирах. Благодарю вас, что вы пришли. Благодарю за смелость. Спасибо. Мітинг блогераў, такая стыхійна арганізаваная яго частка, напэўна, падыходзіць до конца. Друзья, меня зовут Евгений Афнагель. Я бы от себя еще хотел поблагодарить Степана за классный фильм, поблагодарить вас всех, несколько тысяч человек, которые сейчас, мне отсюда это видно, собрались на этой площади. Поблагодарить вас за то, что вы поддержали, посмотрели. И я надеюсь, что мы за ближайшее время, вы знаете, что фильм посмотрели 2 миллиона белорусов. Никогда в истории Беларуси столько за такое количество времени людей документальный фильм не смотрели. Это рекорд. И я предлагаю от имени гражданской компании «Европейская Беларусь», которую я представляю, собраться ровненько через неделю, в пятницу, 15 числа, на Октябрьской площади Минска. А за это время сделать так, чтобы фильм посмотрели по
половина населения Беларуси, это в наших силах. И чтобы на площади 15 ноября было не пару тысяч человек, а намного больше. И я знаю, что все мы вместе это можем сделать. И я знаю, что ни властям, которые боятся нашего слова, ни милиции не удастся нас остановить. Они думали, что не будет колонок здесь. Колонка здесь есть. Они думали, что мы не покажем выступление Степана. Выступление Степана вы все видели. И я знаю, что на Октябрьской площади мы должны собраться, несмотря на любые противодействия властей. И я знаю, что мы там соберемся. До встречи! До встречи, Минск! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Мітинг блогераў, які сабраўся на плошчы Свабоды ў цэнтры Менску а 18-й гадзіне. Вот арганізацыйная ягоная частка, напэўна, падышла до конца. Нефармальную ролю вядучага гэтага мітынгу ўзяў на сябе блогер Мосхон. Хлопцы, а можна до вас звярнуцца? Вот тут, калі заклікалі прыйсці, то сказалі, што будуць шукаць рашэнне, што рабіць далей. Вы зразумелі пасля гэтага мітынгу, што далей рабіць? Я считаю, что нужно, во-первых, добиваться честных выборов. Как правильно сказали, надо записываться наблюдатели и обязательно следить за всеми фальсификациями. Я считаю, что это первый шаг, и с помощью него можно было что-то дальше продвинуться. Но надо, чтобы это было массово обязательно. А вы верите, что блогеры теперь заменили депутатов? Ну, мне бы хотелось это верить, потому что, мне кажется, от них можно чего-то большего ожидать, чем от А нас. кому больше верите, например? Я верю больше блогерам. А чему? Кого глядите в интернете? Ну, например, Нехта. Это один из них. Марат Минский. Вот. Чему Нехта такой популярный раптом стал? Я думаю, что, ну, во-первых, он молодой блогер, он просто объединил возле себя весь этот молодежный протест, который существует. Ну и таким образом смог консолидировать народ. Дякую вялікі. Мы ўсё яшчэ паходзім тут сярод людзей, спытаемся іхнага меркавання пра тое, што адбывалася. Нагадаю, ну, трэба паглядзець мне на гадзіне, колькі гэта ўсё доўжылася. Гэты пікет пачаўся у межах афіцыйнай сустрэчы кандыдата ў дэпутаты Алены Толстой. Таму Степан Нехта, які заклікаў сюды прыйсці, ён пераконваў, што ўсё гэта легальна, гэта сапраўды легальна. Гадзіну людзі застаюцца на площади. Быў стыхійны мегафон, у які кожны мог узяць і агучыць свае праблемы. Вот адзін з удзельнікаў нават хоча нам сказаць, у наш стыхійны, не стыхійны мікрафон. Вы з якімі праблемамі прыйшлі? Праблемы жыцця беларусаў. Справа ў тым, што ў настоящий час я з'яўляюся прадстаўніком, я сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», і яшчэ удзельнічаю я ў гэтай выбарчай кампаніі по 104-му округу. Вы кандидат? Да, я кандидат. Я хочу отказать, что вот такие... А скажите одразу, как вас звать? Меня Андрей зовут, Казанович. И я хочу отказать, что это выборчий фарс, это такой, ну, плевок усім людям, простым людям. И зараз это такой стихийный митинг кажа об тем, что у нас есть громадянская супольность, и эта громадянская супольность будет с каждым днем расти. И вот отбывалась у нас подея, тут у нас 2 дни раздача бесплатных бюргеров, и это просто так брыдко, потому что представник МИДа был на этой раздаче, а на гэтым сустрэча грамадзянскай супольнасці людзей простых. Тут няма ніякага прадстаўніка дзяржавы. Гэта вельмі крыўдна. А то, што адбываецца у справе выбараў, могу адказаць, што ўлада зрабіла такім чынам, што не дае даже магчымасць сустракацца згодна з выбарчым кодэксам з людзьмі. Яна адмаўляе па розных прычынах. Не дае магчымасці друкаваць свае праграмы ў СМІ і потым выступае і кажа, што не захацелі апубліковаць гэтыя праграмы. Настолькі такі ціск моцны ідзе з боку камісіі і з боку ўлады, што ну, проста дзіву даюся я, чаму аўстрыйскія ўлады запрашаюць першае лицо краіны ў гэту еўрапейскую краіну. Мне вельмі незразумела. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй, але ж мы бачым, што вот на гэтую сустрэчу прыйшло шмат людзей, то, можа быць, гэта і было б нармальнае выйсце для кандыдатаў, запрашаць іх вот у такія месцы і тут ладзіць гэтую сустрэчу. Дзякуй. Давайте падыдзем яшчэ да... Там яшчэ працягваецца мітынг.
выступаюць пераважна маладыя людзі. А вот мы зараз яшчэ спытаемся у маладых людзей. А скажыце, калі ласка, вы ведаеце, што учора Тимати раздаваў бургеры бесплатно? Ведаем. А дзе круцей, тут ці там? Что? Дзе круцей, тут ці там? Тут. А чому? Ну, не ведаю. Потому что... не могу отказать на это питание. А вы з якімі праблемамі сюды прыйшлі? Ну, ніяких конкретних проблем нема. Так поглядеть, послухать. Вы думаете, будзе нейкая карысць з таго, што людзі тут сабраліся, штосьці вырашыць? Ну, мне кажется, не. Чаму? Ну, не как-то... Я б не сказал, что здесь вельми шмат людей. И как-то не слишком активно все принимают удел. Добре, дякую вялікі. Сапраўды тут удзельнічае вельмі шмат маладых людзей. Магчыма, гэта і ёсць аўдыторыя блогераў. Гэта аўдыторыя, якая была выхаваная ў інтэрнэце, якая верыць. Вот мы спыталіся аднаго маладога чалавека, каму ён больш верыць, блогерам ці дэпутатам. Ён кажа, што больш верыць блогерам. Дзяўчата, а вы больш каму верыце, блогерам ці дэпутатам? Что? Вы кому больше верите, блогерам ці дэпутатам? Ну, мне кажется, блогеры, они говорят мнение народа, что гораздо важнее. Так что, наверное, блогерам. Но все равно нужно ориентироваться не только на их мнение. Нужно все-таки искать какую-то... не может быть такого, чтобы власть была на 100% не права. И не может быть такого, чтобы блогеры были на 100% правы. Поэтому я думаю, что нужно все-таки прислушиваться всех сторон и ориентироваться на собственное мнение. А які ў вашым жыцці ёсць праблемы і у якім вам трэба дапамога, каб іх вырашыць? Хто вам может дапамагчы? Ну, наверное, исходя из того, что мы еще учимся, образование. Нас больше касается проблемы образования, нежели каких-то экономических проблем с работой или еще. Принудительно заставляют вступать в БРСМ. Ну, это такая самая распространенная проблема. Вельмі удзельнікаў БРСМ, яны дапамагаюць вам чымсьці? Если честно, это просто... ты просто платишь деньги, но в итоге ничего от этого не получаешь. Можно не уступать в БРСМ? Ну, я думаю, в разных школах по-разному, но в нашей прям принудительно заставляли, и вот Полина боролась. Ну, скажите про свою борьбу. Я сейчас не вхожу в БРСМ, правда, если честно, у меня немного боязнь про это говорить, но была очень большая проблема, и мои родители ходили в школу, и классные руководители, их принуждают нам говорить о том, что вы должны это сделать. То есть, школа, она обязана подчиняться тому, что им велено. Да, и зачастую учителя сами не хотят заставлять детей, но что они могут поделать? Администрация сверху. Як вы думаете, гэтыя вот удзельнікі БРСМ, якія там падтрымліваюць іншых кандыдатаў, яны по своей воле там стоять? Нет, конечно. Может быть, некоторые да, кто его знает. В большинстве своем, я думаю, это все принуждают. Принуждают, либо говорят, что будет из этого какая-то выгода, хотя в итоге ее нету никогда. Да. Дякую вялікі. А вы задоволены, падабаецца вам гэты мітынг? Много пустых слов, на мой взгляд. Но это же обычные люди. Но есть много вещей, которые действительно заставляют задуматься и заставляют понять, что надо бороться и надо двигаться. И никогда опускать руки нельзя. Да. А не просто кричать. Дякую вам вялікі. Мітынг працягваецца. Распачаўся ён о 18 гадзіне, хаця ўжо недзе за гадзіну да гэтага выставілі свае намёты кандыдаты, якіх падтрымлівалі вельмі моцна якраз такі сябры БРСМ. Гэта, так скажем, кандыдаты, якія падтрымліваюць уладу і якіх падтрымлівае ўлада. З пікетоўцаў, якія падтрымалі заклік блогераў прыйсці і абмеркаваць тут праблемы і знайсці ім вырашэнне. Гэта кандыдат ад АГП Николай Маслоўскі, гэта таксама Алена Толстая.
гэта дало магчымасць зрабіць гэтую сустрэчу легальнай? Замечательно. К сцене я привыкшая. В общем-то, хочу сказать так. Недавно, по-моему, в Бресте проводился опрос у людей. Если бы вам предложили уехать в Европу совершенно бесплатно, поехали ли вы? Я хочу отказать на это пытанне. Я вельмі плохо говорю по-белоруску, але я пытаюсь. Спасибо. Коли ласка. В общем-то, я бы хотела отказать на это пытанне не, потому что калі мы ўсе раз'едемся, хто будзе збірацца на гэтых плошчах, хто будзе бароцца за незалежнасць, хто будзе змагацца за нашу землю? Гэта наша земля! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Як бачым, фармат свабоднага мікрафона людзі вельмі любяць, асабліва маладыя людзі ахвотна бяруць слова. И на следующем митинге я расскажу, отчислили ли меня из вуза за это выступление. Учеба важнее! Учеба важнее! В общем, я коротко и по факту. Я учусь на специальности энергоэффективных технологий. Мы вместе с нашим преподавателем высчитали, что наша атомная электростанция будет производить электроэнергию в 8 раз дороже, чем обычная солнечная батарея. Чтобы вы понимали, ко всему этому добавляются риски Чернобыля 2.0. И на самом деле это очень опасно и не смешно. И мы должны с этим бороться, и поэтому я призываю организации, я не знаю, какие оппозиционные тут есть, «Весна», я слышал что-то еще, пожалуйста, окей, соберите петиции, блогеров призываю рекламировать эту петицию, чтобы, понятно, можно легко сказать, что никто на это не обратит внимания из вышестоящих, но у нас просто больше нет альтернатив, что делать. Вітаю, сябры. Андруся Смоловский, ГП, 106 округа. Не хочу брали, я? Это добро, так само чудово. А тією тут Швед Андрієв. Адзін з выступоўцаў, здаецца, гэта быў Евген Афнагель, абвесціў, што 15 лістапада таксама адбудзецца мітынг на Кастрычніцкай плошчы. Павестка ягоная таксама незразумелая, але магчыма, людзі прыйдуць, таму што бачым, што ёсць цікавасць да такіх сустрэчаў, людзі не сыходзяць. І нягледзячы на тое, што на пачатку было такое супрацьстаянне паміж пікетамі праўладных кандыдатаў, дзе была гучная музыка і вельмі шмат сяброў БРСМ, удалося адстаяць вялікую палову фактычна плошчы, на якой цяпер людзі застаюцца і слухаюць, выступаюць самі і слухаюць выступы іншых. Вот неяк блогераў я ўжо так і не бачу, да каго можна было б звярнуцца. Можна да вас звярнуцца у жывым эфіры? Скажыце, калі ласка, думаеце, будзе нейкі вынік з гэтай сустрэчы і які? Сложно сказать. Я думаю, сразу вряд ли что-то изменится. А вот там хлопец так роспачна выступаў і сказаў, што вот колькі мы збіраемся, нічога не вырашаецца. А што мусіць вырашыцца? Сидеть тоже не вариант, как бы. Надо двигаться куда-то. Што можна зрабіць? Сложно сказать. Нет. Как минимум прийти, поддержать. 15 числа вы збираетеся прыходзіць? Значит, получится. Никаких проблем не будет. Дзякуй вялікі. На пачатку гэтага мітынга удзельнікі спрабавалі
спрабавалі паказаць на сцяне, на белай сцяне ратушы фільм блогера Нехта «Лукашенко. Крымінальныя матэрыялы». Яго вельмі шмат тут абмяркоўвалі, часта яго вельмі згадвалі. На Ютубе яго ўжо паглядзелі 1,5 мільёна чалавек, і гэта выклікала вельмі жорсткую рэакцыю з боку супрацоўнікаў у цывільным. Напэўна, гэта ўсё ж такі былі прадстаўнікі праваахоўных органаў, таму што яны скінулі людзей з такого трактора, на які яны забраліся, каб было лепш відаць. Некалькіх затрымалі, разбілі гукузмацняльную тэхніку, але ўсё ж такі людзі зарганізаваліся і змаглі нават паказаць зварот Сцяпана Нехты. Адзін з заклікам, з якім звярнуўся блогер, калі запрасіў людзей сюды прыходзіць, гэта агучваць свае праблемы. Праблем вельмі шмат, ва ўсіх яны розныя. Што цікава, з усімі агульнымі словамі, які тут таксама гучалі і вельмі канкрэтныя праблемы, напрыклад, дарожны падатак ці пенсійная рэформа. Маладыя людзі кажуць пра адукацыю. Пакуль што не прагучала ніякіх канкрэтных рашэнняў ці прапановаў пра тое, што рабіць. Политических заключенных, которые сейчас находятся в тюрьмах и в СИЗО. Это антифашисты, это правозащитники, это анархисты, это люди, которые борются за вашу свободу, за возможность вам приходить сюда на площадь, за наше будущее. Эти люди сейчас находятся в тюрьмах. Они страдают и морально, и физически. Они очень нуждаются в вашей помощи. Каждый из нас может оказаться на этом месте. Естественно. Я вас призываю не быть равнодушными к тем людям, которые реально борются за вашу свободу, которые сидят реальные сроки по 10 лет в лагерях за вас. Я вас призываю оказать финансовую помощь, которая кому по силам, на то, чтобы этим людям можно было собирать передачи. Этим занимается инициатива «Диссиденты Бай». Сроки закончатся, и пенсии чиновникам тоже. Я буду стоять здесь. Ну или ходить. Давай. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Скидываем лишние копейки! Людзі збіраюць грошы на той, каб дапамагчы палізняволеным. Вот на заклік чарговай выступоўцы. А вот я бачу, что вы можете добра сфармуляваць праблемы, якія моладзь хвалююць. Раскажыце нам. Я не могу. Не можете? Добра. Можно сказать? Да. Как тебя зовут? Меня зовут Николай. Я постараюсь говорить максимально громко. Я сейчас буду озвучивать максимально непопулярное здесь, непопулярную точку зрения касательно вот языка. Потому что я сюда вышел только потому, что услышал, что если я не говорю на белорусском языке, значит там
я не могу, что ли, считаться белорусом. Я точно так же не хочу идти в армию. Я люблю русский язык, я пишу стихи, пишу их на русском. Я, когда приезжаю к дедушке в деревню, я говорю с ним на белорусском, из-за того, что я его уважаю. Я точно так же уважаю всех. И я понимаю, что я должен знать белорусский язык. Я понимаю, что нужно, например, то же самое в школах сделать одинаковое время обучения языку. Но я на нем думаю, и я на нем говорю. Я хочу точно так же есть российские товары, там, если у них написано на русском состав. У меня здесь, не знаю, у меня здесь есть чипсы, короче. Реклама. А вы их не достанете, они из Италии. Вот. Нет. Тоже реклама. Вот. Поэтому я думаю, что нам нужно, когда мы хотим объединиться и поменять что-то в нашей стране, в первую очередь задуматься о том, чтобы мы понимали все друг друга. Не все могут понимать, когда мы будем говорить на белорусском. Это очень классно, когда мы хотим сделать так, чтобы все понимали друг друга. Поэтому, пожалуйста. Все понимаем. Да. И по поводу Это армии. круто, белорусский непонятный. Белорусский понятный. А по поводу вот ребята... Пакуль тут на мітынгу блогераў людзі вырашаюць свае праблемы. Вот ваш малады чалавек захваляваўся, каб яго усе маглі зразумець, і таму ён хоча размаўляць па-расійску. Я нагадаю, што на другім баку плошчы адбываецца мітынг. Не мітинг, адбываюцца афіцыйныя пікеты кандыдатаў у дэпутаты, якія зарэгістраваныя і будуць удзельнічаць у парламенцкіх выбарах. Спачатку калізія разгортвалася так паміж мітынгам блогерам і гэтымі пікетамі, што яны вельмі моцна перашкаджалі адзін аднаму. Была вельмі гучная музыка з абодвух бакоў. І мы былі сведкамі такога цікавага эпізоду, калі вот, я уже згадывала про тему белорусских. Это один из любимых хитов БРСМ и их кандидата Сергея Клишевича. Ну вот тут можем поглядеть, как отбывается пэўныя перамовы паміж. Добрый день. Мы в живом эфире «Радио Свобода». Хотим поглядеть. Да. Как же Битлз, которые это они сами придумали себе. Это же легенда. Это и есть кандидат у депутаты парламента от БРСМ Сергей Клишевич. Он займае высокі пост у гэтай арганізацыі. Ну, шмат каму ён вядомы таксама і тым інцыдэнтам, які адбыўся ў 2017 годзе пры усталяванні ў Менскі помніка Леніна паміж ім і Змітром Дашкевічам адбылося такое фізычнае нават сутыкненне. Покажи, ну вот я просто, знаете, вот Музей ты государственности был белорусской? Очень спорный, что его... Ты был в Музее белорусской государственности? Нет, я не был. Так вот, я тебе говорю, ты сначала посмотри на жизнь обычными простыми глазами. Я смотрю. А потом будем с тобой обсуждать уже исторические Знаете, вопросы. что я вижу? Я вижу, когда я... Вот подождите, стойте, можно рассказать? Рассказать вам можно? А скажите нам, калі ласка, якія у вас былі пытанні да кандидата ў депутаты? У меня были пытания, я буду говорить все-таки просто, что зачем БРСМ? Я просто, знаете, я в 8 классе, когда был в гимназии, меня фактически чуть ли там не каждый месяц все время допытывала классный руководитель, что типа вступай в БРСМ. Я вот не понимал никогда, зачем мне это. Типа мне не сказали, в чем цель, в чем интерес БРСМу мой личный. И там вот буквально какой-то, совершенно миф, что там буквально 1 балл к ЦТ добавляет, меня там смутил как бы. Серьезно добавлять балл до ЦТ? Нет, это миф. Вот я в БРСМ вступил, у меня 1 балла нету, я понял, что это миф все-таки. Попросите, пожалуйста, тише музыку. Ладно. В 9 классе все-таки я вступил, потому что, все-таки как-никак заставили. В 10-11 классе, как бы, я какой-то взнос вроде бы давал, но
и ни плюса, ни минуса не получал. И я вот хотел, основной вопрос, в чем все-таки цель БРСМа? Я сам на данный момент в первом курсе, мне сказали, что БРСМ в моем вузе и БРСМ Беларуси, БРСМ в моем вузе — это две разные вещи. И, честно говоря, я услышал, что БРСМ как бы предлагает стать донором крови. Ты получишь сам пулюшку и людей спасешь. Я не слышу от этого БРСМа, который в Беларуси, который вот они сейчас показывают. И моя вот... И у меня просто просьба такая была: пожалуйста, освещайте школьников, в чем цели БРСМ, в чем их главная задача. Я в четвертом классе был октябрем. Скажите, калі ласка, у вас вот які есть проблемы, у яких вам бы могла б допомогти той же самый БРСМ? БРСМ? Честно говоря, каких-то питань у меня нема. Але коли... Вот закон об адтэрміноўках ад войска, вот теперь вышел, шмат молодых людей. Вопрос. Вот, когда я услышал об законе об одной срочке, я смутился очень сильно, потому что, а вдруг я, например, на данный момент у меня желания в армии нету, вот именно белорусскую. Если бы полностью бы срезали бы армию, полностью бы ее бы перестроили, я бы с удовольствием бы пошел, вот честное слово, вот клянусь, я бы с удовольствием бы пошел бы туда. Мне это интересно, войсковая тематика, это интересно. Но когда ты слышишь то же самое про дедовщину, это страшно. Мне вот как совершеннолетнему, вот первый курс, мне страшно это слышать. И страшно это пройти. Зараз спытаем молодого человека з БРСМ. Вот вы ведаеце, шмат молодых людей, хлопцов, их хвалюе закон об адтэрміноўках. Яны думаюць, што будзе парушана іх права на адукацыю. Што БРСМ, як з гэтымі хваляваннямі, з гэтымі турботамі, што робіць? Мы, безумоўна, выступаем таксама за тое, каб наша войска было сучасным, моцным, і там, безумоўна, быў парадак. Закон прыняты, мы вынікаў пакуль яго не бачым канкрэтных, то бок пра нейкі негатыў мы не можам казаць. Патрэбна бачыць і той, як бы тая хваля нейкая негатыву, якая выліваецца на гэты закон, пакуль, мне здаецца, яна неапраўданая. А вам асабіста ён падаецца справядлівым? Гэта цяжкае пытанне. Вы былі ў войску? У войску вы былі? Не. А вот яшчэ ёсць абавязковае размеркаванне, таксама моладзевая праблема. Чаму вы лічыце, што гэта праблема? Таму што вельмі шмат маладых людзей скардзіцца на тое, што іх адпраўляюць у непрыдатныя ўмовы для жыцця, вельмі мала плацяць, ім не падабаецца іхнае месца працы. В прынцыпе, я могу вам сказаць, што ўсё ў руках канкрэтнага студэнта. То бок, калі ён Вы ж яго абавязкова размеркавалі, што ў яго руках? А з іншага боку, тады хай бы паступаў на платную форму навучання. То бок, кожны павінен разумець, калі ён за грошы дзяржавы ідзе вучыцца, гэта такая адпрацоўка, такая форма вяртання гэтага доўгу. Я разумею, што у многіх краінах гэтага няма, но у нас засталося, чаму не? Дзякуй вялікі. Так, у кагосьці былі прэтэнзіі да БРСМ, по-моему, да? У кагосьці былі пытанні. Вот последний вопрос, последний момент. Я видел в метро, что сидел инвалид без ног, как я понял, даже, возможно, ветеран, и просил денег. Где БРСМ? БРСМ, как я понимаю, оно помогает людям. Где оно? Оно помогло? Я не вижу, честно. Я вижу, вот у нас с медициной тоже не все очень классно. Потому что, чтобы получить хорошую медицину, надо идти в платную поликлинику, в платную больницу. А есть некоторые люди, которые там, те же бабушки, которые пенсии, просто не хватает для житья. И я смотрю на это, и мне очень грустно от этого. Почему БРСМ не помогает? Я вот этот момент... А вы пыталіся ў іх, чаму яны не дапамагаюць? Я пытался, але он как хам просто ушел. Вот я хотел спросить как раз про инвалида, а он уже ушел. Всего доброго. И до свидания. Меня, честно говоря, это поразило. Так что БРСМу каких-то негативных мыслей я не имею, но однако вопросы все-таки какие-то есть. Вот. Все. Дзякуй вялікі. Гэта мы падышлі да пікета аднаго з функцыянераў БРСМ Сергея Клішевіча. Я трошки адыду, каб хаця б сябе чуць, таму што тут спаборніцтва ізноў музычнае. Адна група моладзі спявае «Войны святла», а на пікеце БРСМ гучыць нейкая зусім іншая музыка.
складана разобрать, что за яна. Працягваецца мітынг блогераў, на які заклікалі прыйсці беларускія блогеры, сярод іх самы папулярны, напэўна, гэта Степан Нехта. А 18-й гадзіне сабраліся іх прыхільнікі, каб абмеркаваць разам праблемы і вырашыць, як далей будзе жыць краіна. Вельмі розныя праблемы людзі абмяркоўвалі, не абыходзілася без затрыманняў і без канфліктаў з супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Ну і таксама такое супрацьстаянне, як мы бачым, паміж праўладнымі і непраўладнымі кандыдатамі, якое працягваецца ўжо ў моладзевым варыянце. Урэшце удзельнікам мітынгу блогеру ўдалося заняць цэлую палову плошчы Свабоды. Вот мы цяпер сюды вернемся. Была ўсталяваная лаўка, на якую людзі падымаліся, знайшлі мегафон і ўтварыўся такі свабодны мегафон. Кожны мог яго браць і, напэўна, гэта працягваецца дагэтуль і гаварыць тое, што ён лічыць важным. Не было таких прэтэнзій з боку праваахоўных органаў. Менавіта вот калі людзі ўжо сабраліся, арганізаваліся, згадвала пра тое, што перашкодзілі паказаць фільм Нехта Лукашенко крымінальныя матэрыялы, які хацелі паказаць на сцяне ратушы. Але так вот пакуль усё спакойна адбываецца. Вельмі важная гістарычная памяць. Наведвайце дзядоў. Наведвайце розныя важныя гістарычныя падзеі, розныя важныя таксама івенты, як сёння. Давайте будем разом. Мы разом нация, мы разом моцныя. Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи вечно! Живи вечно! Все, расходимся? Не. Серьезно. Смелей! Гэта ў пэўным сэнсе унікальная падзея. Высветлілася, што ў Беларусі шмат блогераў, шмат людзей іх падтрымлівае. Такім неафіцыйным вядоўцам стаў блогер Мозг.Он. Всем привет, меня зовут Олесь. И я хотел бы всех поблагодарить, что так много людей тут, а самое главное, много красивых и молодых людей тут, и много взрослых и красивых людей тут, и это очень замечательно, потому что как бы счастье в красоте. Если мы собираемся тут, видим вокруг себя, мы смотрим лица друг к другу, мы видим, какие все счастливые, какие все радостные, что могут друг друга потрогать, друг друга увидеть, и что мы не одиноки в этом мире. Что бы я хотел сказать? Что мы можем делать сейчас для себя? Каждый человек может много учиться. Как бы человек должен учиться. И если мы поможем себе, каждый будет сначала поможет себе, мы станем сильными, и тогда сможем помогать друг другу. Поэтому мой главный месседж: давайте расти внутри, помогать нашим друзьям расти, учиться, и тогда все будет хорошо. Живе Беларусь! Живе! Разом! И назавжди! Живе! Живе! Может, потанцуем? А колонку это БРСМ, колонку разбавим. БРСМ сам пошла. Пошлите БРСМ танцевать. У них весело. Хлопцы, як вам мітинг? Весело. А что поспели вырашить? Вырашить? Закликали, что будем... Ну, решили, что будем все вместе, будем продолжать такие акции. А решили 16 числа. Нічого не вирішили насамрэч, але мне здаецца такой мэты не было. Ведаеце, як можна тут за 25 гадоў нічога не вырашылі, а тут прыйдзем і зараз вырашым за 2 гадзіны. Ну это немагчыма. Да. Консолидироваться, нужно объединяться. Вот мы пришли от руху «Учеба важнее», и если сейчас молодежь к нам пойдет, мы уже будем что-то решать глобальнее. Сейчас мы решаем 3 проблемы, мы решим одну из них, мы добавим еще молодежную проблему. И рано или поздно молодежь, которая станет вот будущим нашей страны, они возьмут все в свои руки
и сделают то, что нужно. А вот там стоит кандидат от БРСМ. Чему вы до его не звернетесь и не скажете ему, что вот вас хвалює проблема терминовок от войска? Так, Может быть, он допоможе? Так БРСМ не за закон об отсрочках. Уже проводился стрим, лайвстрим. Воронюк звали этого главу БРСМ. Он сказал, что нужно служить, это не мешает учебе, пацаны в сапоги, и все нормально. Вы слышали этого шика? Я в армию не ходил, я очень туда хотел, но меня не взял в военкомат, на мне все держится, я магистр был. Ну ничего, сейчас снова закон приняли, все его мечты сбудутся. Да, то есть депутаты принимают закон, но как думаете, их ребенок, он пойдет в армию, он пойдет в это ужасное место, в эту черную коробку, где дедовщина, где люди вешаются? Я думаю, они туда не пойдут. Нас армию любят там 2 раза в год, на 9 мая, 3 июля. Все остальное мечтают, чтобы их там чадо не попало в эту армию. Ну так и есть, потому что я сам лейтенант запаса, да, но у меня, конечно, не все такие кошмары там были, но, например, убирать 5 раз в день казарму, я думаю, очень поможет, если начнется война. Если начнется война, мы сможем, убрать асфальт перед Да, расчистить дорогу перед ними. Покрасить траву. Покрасить траву. Классик. Про нужность армии скажу. Вот через 1,5 года я выйду из армии. Кем я буду? Ну, по сути, наверное, никем, просто демобилизованным. Нет, мне 19. А мог бы через 1,5 года работать на скорой? Вот вопрос, где я больше нужен, там или тут? Вот, все. Отличный вопрос, спасибо. А скажите, какой из кандидатов готовы подтримать эти вугли? Вы верите в эти выборы? Мы сами кандидаты. Да, молодежный блок — это объединение не только повесток, это объединение кандидатов. У нас есть там сейчас 7 кандидатов, 8-го выгнали. Да, в Верховном суде пытался. И вы верите, что вас выберут, и вы сможете что-то вырашить? Может быть, выберут, не выберут. Главное, что мы эти проблемы поднимем. Мы разговариваем с другими депутатами. И если они внесут наши законопроекты в парламент, это уже будет победа. Это будет победа для молодежи. А иначе вся молодежь уедет на Запад. Но, как видим, люди все больше политизируются, наконец-то, боже. Кожный раз на 5 годов мы это бачим. Ну, не знаю, мне кажется, прошлые выборы были не такие. Не такие веселые? Ну, не такие интересные, да. А в этом году власть сама все делает. Этот закон об отсрочках прямо перед выборами приняла. Потом там же начали на коммунальные услуги повышать расходы. Так что... Да. А что еще апроч закона про терминовки вас хвалює вот у вашем узросте? У нас у молодежного блока, у молодежного блока. А можно не про молодевый блок? Да, что вас хвалює? Це 3 проблеми, які мені найбільше хвилюють. Перше – закон об терміновках, супроць якого я виступаю. Другое – гэта занадто жорсткае пакаранне па артыкулах 328, бо мае аднакласнікі, якія не прадавалі наркотыкі, былі проста спажыўцамі. Іх закрывалі ў турму там на 4, 5, 6 год. Я лічу, што это абсалютна неадэкватная мера, якая не спрыяе вырашэнню гэтай праблемы. І трэцяе – гэта размеркаванне, таму што насамрэч я адбыў ужо размеркаванне, калі шчыра. Ну і як там было? Мне пашчасціла, тому што я сам шукаў, але таксама магло быць лепш. Тому што магло быць лепш, так. Але фактычна размеркаванне – гэта рабства. І фактычна размеркаванне – гэта не бясплатная адукацыя. Яно нівелюе канстытуцыйнае права на атрыманне бясплатнай адукацыі. Таму вось гэта 3 праблемы, які мне хвалююць. І то, власна кажучы, таму я з молодзевым блоком. А скажите, пожалуйста, вот интеграция с Россией, молодь хвалюя. Я хочу поговорить об интеграции с Россией. Ну, давайте. Ну что ж, в этом есть как плюсы, так и минусы. Но я скорее против на самом деле. Не надо оно нам. Да. Вот праз месяц уже что-то будет ведомо про это. Я вам говорил как, от себя. Я уверен, на все 100 ничего не будет. Мне, как всегда, отложат и забудут. А вот с этого митинга, что мы вот все собрались, а тут что-то типа говорили, что будет? Вот с этого митинга, я думаю, то, что наш президент задумается, и если посмотреть на кучу молодых людей, это мы будущее нашей страны. И я хочу привести информацию, то, что все молодые люди уезжают с этой страны, потому что здесь не видят будущего. Каждый третий отсюда уезжает. И я хочу, чтобы наша страна... Что-то его не волнует, да, но это нужно об этом задуматься. Это как не волнует, то есть... Что нас будет в дальнейшем ждать? У нас уже в стране огромный долг. Наши предприниматели сажают всех подряд. Кому только не лень, и это ужасно для нашей страны. Нужно какие-то действия предпринимать, что-то решать, что-то думать, чтобы молодежь здесь оставалась в нашей стране. И еще я хотел бы немного припиять свой канал, это «Чиф против». Этот канал посвящен тем, что мошенникам и другим людям, которые новости не публикуют, которым новостям все равно. Просто уже сколько раз съездил, и мне это ужасно, просто ужасно. Жалко наши новости, потому что им это все равно.
равно, им все равно подниматься на проблемы людей. Это неловко. Есть, посмотри, какая-нибудь бабушка, которая стоит в переходе, и которая там до последнего стреляет деньги, там цветочки продает. Как государство ей помогает? Ей государство никак не помогает, просто люди выживают с последнего. И каждый год это был сложный для нас, и все, это единственный аргумент. И все. Давайте. Совсем недавно Лукашенко сказал, что его не беспокоит то, что врачи уезжают из страны. Он сказал, что это его не волнует, что не беспокоит. Так что додумывайте сами. За этих врачей будут отрабатывать остальные. А скажите, что вот треба для вас сделать, как вам не хотелось съехать? Что надо сделать? Надо думать о наряде. Контрактная армия, конечно. Что еще вот конкретно можете сказать? Определение. То, что Молодь Бел сказала. Смена власти. Я не знаю, как можно 25 лет сидеть у власти. 18 резиденций. Вы представляете, как ему живется? Давайте я вот скажу про него. Вот я приезжаю в гости в свою в Гомельскую область, Петрисковский район, деревня Поклонье. Рядом есть Лясковичи, деревня Лясковичи. Там, если когда Лукашенко приезжает, там вылизывают полностью. Там как такая деревня, как не скажешь, что это деревня. Там рядом Припять. Его там дача хорошая. Он туда приезжает отдыхать. Ему все там устраивает. Рядом деревня. Рядом есть деревня, которая вообще там. Все люди хотят, чтобы туда он заехал, но он туда не заезжает. В этот коровник, который людям платят несчастных зарплату 20 рублей. Остальные деньги им отдают. То какой-то колбасой там. Колбаса, понимаете, какая там колбаса? Эту колбасу кот мой не будет есть. Як вёска называется эта соседняя? Соседняя деревня. Как? Ой, подожди. Вот побач з Лясковичами есть вёска, куди потрібний офіційний візит Олександра Лукашенки. Рудня, вот Рудня. Треба у Рудню заехать. Рудню, заедьте в Рудню. У меня там невестка работает, да. Они думали, чтобы он заехал, но он не заехал туда. Он поехал на Лясковичи. Так в Лясковичах вымывают. Там вот так вот. Школа чистенькая, там тротуар чистее даже, чем здесь даже вот. Дякую вялікі ўсім за ўдзел. Паглядзім яшчэ, што там адбываецца. Таксама штосьці працягваецца. Напэўна, хтосьці выступае. Я нагадаю, што мы на мітынгу блогераў, ён все ніяк не скончыцца. Людзі ўсё ніяк не разыдуцца, вельмі шмат праблемаў накапілася, якія хочуць абмеркаваць. Там, здаецца, блогеры з Берасця, Александр Кабанов и... Как в Бресте, чтобы собираться по выходным. Как в Бресте. Попросить аккумуляторный завод сюда перенести, да? Это блогеры-протестовцы супраць будаўніцтва аккумуляторного завода. Приехали с Берасця. Спонтанно, то есть как-то так. Вот раз и получилось. У нас спонтанно получится. А смотрите, брестчане же не могут ездить сюда организовывать, правильно? Да. Не могут. Тем более, что сказал Александр Григорьевич? Что брестчане специально сделали, чтобы ездить в Минск и гвалтовать. Правильно? На самом деле это немножко не так, конечно же, но... Я считаю, что любой человек, который даже находится здесь, может в любой день, когда ему понравится, взять свой карман семек там или каких-нибудь и просто выйти и запостить себя в соцсетях «Кормлю голубей». Потом это сделать второй, потом третий, потом пятый, потом 10-й. И на всех площадях. Ну там не так, там сначала меня... Там меня аккумуляторный завод хотели построить. Там сначала меня с Серегой посадили, а потом начали с голубем. Все, всем спасибо большое, нам надо ехать. Это был блогер Александр Кабанов, калі я не памыляюся, але гэта блогеры, рэпартёр з Берасця. Яны, асноўная іхняя цяперашняя тэма, гэта пратэсты супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу ў Берасці. І яны дамагліся сапраўды сур'ёзных там перамог. Кожную нядзелю выходзяць людзі з пратэстамі, і гэта працягваецца больш за год. І ў выніку будаўніцтва гэтага заводу было спыненае. Ён не ўведзены ў эксплуатацыю, і нават супраць кіраўніцтва завода была заведзеная крымінальная справа. І берасцейскія ўлады просяць спагнаць нават грошы, якія гэтыя уладальнікі завода атрымалі на ягонае будаўніцтва ў якасці падтрымкі. Вось на што здольныя сённяшнія блогеры беларускія. Мы з вами пакуль яшчэ стаім на плошчы і
дзе не разыходзяцца людзі, якія прыйшлі сюды на заклік беларускіх блогераў. Адзін з іх, самы папулярны, напэўна, гэта Степан Нехта. Ён некалькі дзён таму напісаў у тэлеграме: «Прыходзьце на плошчу Свабоды 8 лістапада 18:00». Гэта афіцыйная сустрэча, она адбывалася ў межах сустрэчы кандыдатаў у дэпутаты ў парламент. Таму людзі маглі не хвалявацца за тое, наколькі гэта легальна. Адбыліся невялікія сутыкненні з праваахоўнымі органамі, калі удзельнікі гэтага мітынгу, напэўна, можна ўжо называць гэта і мітынг, ці сустрэча, спрабавалі паказаць на сцяне ратушы фільм Нехты Лукашенка «Крымінальныя матэрыялы». Ім... Дзякуй, мы ўжо сканчаем. І паскідвалі тут людзей з гэтага трактара. Адна дзяўчына нават пацярпела трохі, сказала, што яна пабілася, разбілі гукаўзмацняльную апаратуру. От мы бачым, што людзі не сыходзяць тут, напэўна, вакол сваіх вакол любімых сваіх блогераў, якіх яны слухаюць у інтэрнэце, глядзяць на ютубе, чытаюць іх на тэлеграм-каналы, яны з імі могуць камунікаваць. Упершыню я бачу такую колькасць людзей, якія раней камунікавалі віртуальна, а цяпер яны могуць офлайн з людзьмі пагаварыць. Адбыўся тут такі стыхійны мітынг, людзі выцягнулі лаўку, станавіліся на яе і ў мегафон агучвалі свае праблемы. Найбольш цікава, канечне, размаўляць з маладымі людзьмі. Што іх хвалюе, гэта законы пра тэрміноўкі, гэта абавязковае размеркаванне, іх моцна хвалюе статус беларускай мовы, як не дзіўна. Шмат хто казаў, што саромецца гаварыць па-беларуску, але вельмі хацеў бы. І таксама іх вельмі моцна хвалюе, што шмат хто хоча з'ехаць з Беларусі. Усе гэтыя праблемы, магчыма, будуць абмяркоўвацца яшчэ раз, таму што 15 лістапада абвесцілі пра наступны такі мітынг. Ён мае адбыцца на Кастрычніцкай плошчы. Паглядзім, што там будзе, колькі людзей прыйдзе. Вот за 1,5 гадзіны людзі ўсё яшчэ не разыходзяцца. Мы бачым, што ёсць вялікае жаданне ў людзей проста размаўляць адзін з адным, абмяркоўваць важныя праблемы ў беларускім грамадстве. Мы абяцаем усё гэта вам паказваць далей у далейшых нашых жывых эфірах, быць у самай гарачыні гэтых падзеяў. Абяцаем даваць слова тым, хто хоча выказацца. Калі ласка, глядзіце нам на гэта, мы з вамі развітваемся. Усяго найлепшага. Сейчас просто